Добрый вечер. Вы смотрите «Прямую линию» с главой Якутии Айсеном Николаевым. В студии работает Олег Марков и Алена Шестакова. Айсен Сергеевич, добрый вечер. Добрый вечер. Отмечу, что еще до начала эфира к нам поступило более 350 вопросов от жителей республики. Их обрабатывает Центр управления регионом Якутии. Ну а наш колл-центр готов и дальше принимать обращения граждан. Күнді сақасырын ұлықтақтыра Элдерханын кәпсәті 2 тылынан барыға бәяғет ұйтыларғытын әриян кәләңет сақалы олабәтер нучылы берекетін сөп телефон нөмірі экранға көстен тұрар. Айсен Сергеевич, завтра республика празднует День государственности Якутии. Именно завтра вы вступаете в должность Илдарханова. Делитесь своими чувствами, не волнуйтесь. Безусловно, завтра большой праздник. Праздник нашей республики, День государственности. Мы сейчас, наверное, только его начинаем переосмысливать, понимать смысл, глубокий смысл этого праздника. Это же праздник новой Якутии в новой России. Мы вот сегодня с утра ездили на родину Михаила Ефимовича Николаева, нашего первого президента, где вспоминали тот период, 90-й год, когда принималась декларация о государственном суверенитете, 12-м созваном Верховного Совета ЕАССР. И как много было тогда баталий, много разных предложений. Но самое главное, что звучало, то, что как раз в новой России, новая Якутия может как раз использовать весь свой потенциал, и человеческий, и экономический, и природный, для того, чтобы людям в нашей Якутии жилось лучше. И вот это красной нитью, наверное, прошло через всю историю уже вот новой Якутии. Мы, безусловно, будем продолжать эту политику. Для меня в центре моего внимания был, есть и будет оставаться человек. Житель Якутии, его вопросы, его благополучия, его развития, для того, чтобы здесь, в Якутии, людей у нас становилось больше, жили они лучше. И вот это главная задача. А то, что волнуюсь ли я, ну, конечно же, я волнуюсь, это огромная ответственность, поверьте мне, я ее очень хорошо ощущал все эти годы и понимаю, что и дальше эта ответственность всегда будет со мной. Айсен Сергеевич, в эту непростую пятилетку Якутия по многим показателям демонстрировала прорывные достижения и била рекорды в экономике, в инвестициях, в нацпроектах. Сможем ли удержать темп? Безусловно, темп, который мы набрали за последние 5 лет, он просто реально поражает воображение. Мы, когда начинали все это вот в 2018 году, многие, знаете, и не верили, что мы сможем даже вот у меня в команде этих цифр достичь. Но сегодня реально мы одни из лидеров России по промышленному росту. Вот сейчас обновленные все цифры Росстат дал, и мы первые на Дальнем Востоке по прошлому году по промышленному росту, 6-е в стране. Выдающиеся показатели по сравнению с 2021 годом, одним из самых тоже успешных для нашей республики. Всего у нас промышленный рост, если сравнивать вот с началом моей деятельности, с 2018 годом, так, то у нас почти на 50%. Валовый региональный продукт у нас тоже вырос в 2 раза. Было 900 с лишним миллиардов, сейчас уже за 2 триллиона. Мы последние 4 года вот подряд, правильно сказали, обновляем исторические рекорды по добыче угля, нефти, газа, золота. Мы больше всех добываем в мире алмазов. И, конечно, самое главное, это позволяет нам уже улучшать жизнь людей, развивать нашу республику. Вот до 2023 года у нас было построено 274 крупных социальных объекта. Это тоже, вот, если по пятилеткам смотреть, рекордные показатели. И причем, посмотрите, какие объекты у нас появились, какие, вот сейчас только мы посмотрели, какие замечательные школы, дворцы культуры, физкультурные комплексы, больничные комплексы. Это то, о чем мы еще недавно и не мечтали. Как преображаются наши дома, жилье, как преображаются вот города, села. Я за последние вот 3 месяца объездил 31 район. 4 наших арктических не смог попасть, но обязательно доеду, обязательно мы встретимся там с людьми. Но вот в тех районах, где я побывал, я везде вижу, что за эти 5 лет есть очень существенные изменения к лучшему. И, конечно же, вот у многих тревожит время сейчас непростое, удерживаем ли эти темпы, не снизимся ли. Вы знаете, надо ставить перед собой еще большие задачи, и тогда у нас все получится.
Вот, я в этом уверен. Мы идем очень четко по нашей выверенной линии. У нас есть прекрасные сегодня уже заделы на будущее. У нас растущая экономика. Это же как, это вот, знаете, экономика как такой, знаете, поезд. И если вот так его разогнать, так, то остановить его очень трудно. Так? А мы только идем вперед. Поэтому вот если мы еще решим вопросы, связанные с энергетической системой республики, с транспортной системой, с каркасом вот этим новым, обновленным, который мы сейчас хотим создать, то, безусловно, у нашей экономики будет еще больше потенциал для роста, а значит, еще будет больше потенциал для роста качества жизни людей. Люди здесь будут жить еще лучше, нас будет становиться больше. Поэтому я уверен, что мы прошли, на самом деле, далеко не простое время, если так вспомнить, да, ну, за эти 5 лет, если так посмотреть, у нас путь далеко не услан розами, да, у нас и ковид, у нас и лесные пожары, наводнения, у нас вот эти безумные западные санкции, у нас началась специальная военная операция. Если так подумать, то для пятилетки так негатива-то хватало. Но мы это преодолели, видите, мы растем, поэтому вместе только вперед. Александр Сергеевич, ну вот сейчас вы озвучили много цифр, которые говорят о достижениях Якутии, но главная цифра — нас теперь миллион. Результаты в демографии были отдельно отмечены во время вашей встречи с президентом России Владимиром Путиным. А сейчас я предлагаю посмотреть сюжет о том, что делается в поддержку многодетных семей. В большой семье Пестряковых готовят много и часто. Мама Людмила Петровна каждый день пробует новые рецепты и заодно раскрывает секреты кулинарии своим дочерям и внучкам. На ее кухне место найдется каждому, ведь накрыть стол на такую большую семью – задача не из простых. Кухня – это отличное место, чтобы провести время вместе с детьми. Этому правилу четко следует семья Пестряковых. В процессе готовки маленькие и взрослые хозяйки объединяются за общим делом и экспериментируют в приготовлении новых блюд. За годы совместной жизни у Пестряковых родились 7 дочерей. Старшие Любовь и Марианна уже вышли замуж и сами стали мамами. А младшей дочери всего 9 лет. Я люблю помогать маме готовить. Мы готовим блины, баху, оладьи, пирожки. Пестряковы вместе отдыхают и отмечают праздники. Но происходит это не каждый день. Поэтому минуты, когда семейство собирается вместе за вечерним застольем или просмотром фотоальбомов, по-настоящему бесценны. Но когда у тебя дети, внуки, все они на одной волне, да, все мы, это весело, хорошо. В этом году исполнилось ровно 30 лет, как Людмила и Петр Пестряковы создали свою семью. За все эти годы они не раз принимали участие в различных конкурсах и мероприятиях, за что получили множество наград и почетных грамот. Им в доме отвели отдельное место. Наш уголок на 2-м этаже. Все же самым главным достижением семьи стал орден «Родительская слава». Его Пестряковы получили в прошлом году. С этим событием супругов лично по видеосвязи поздравил президент России Владимир Путин. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте! Этот волнительный момент семья Пестряковых запомнит на всю жизнь. Я рассказывал про семью, свою семью. И, конечно, его пригласил на наш национальный праздник ИСЭХ. Владимир Владимирович, конечно, сильный человек, очень сильный. Чувствуется даже через экран. А это семья Мапуловых. Семена и Талина вместе вот уже 9 лет. Воспитывают 3 детей. Благодаря оформленному региональному и федеральному материнскому капиталу они смогли выгодно приобрести квартиру в ипотеку и сейчас готовятся к переезду. Нагрузка на нашу семью в связи с этой ипотекой будет, я бы не сказал, что какая-то такая критичная, да? Она будет нормальная, зато мы будем жить в своем собственном доме, в своей собственной квартире. Мы благодарны правительству республики, главе республики Александру Сергеевичу Николаеву, который поддерживает многодетные семьи. Благодаря таким семьям Якутия продолжает сохранять высокий уровень рождаемости и является первой по этому показателю на Дальнем Востоке. В этом году в республике произошло долгожданное событие. Родился миллионный житель. Для семей создаются все условия, реализуются такие меры поддержки, как материнский капитал «Семья», целевой капитал «Дети столетия». В том числе на
наращиваются меры поддержки по обеспечению жильем. На миллион! Сашка! Алексей Сергеевич, ведь Якутия во второй раз достигла этой цифры в 1 миллион жителей. Первый раз был в 1985 году, но потом численность стала снижаться. Вот не упадем ли снова и как планируется закрепить этот результат, ну и двигаться, конечно же, еще дальше? Безусловно, то, что мы смогли достичь этой вот цифры 1 миллион жителей Якутии, это огромное достижение всей республики. Это, наверное, знаете, вот самое большое наше достижение за многие последние годы. В 1985 году, вы правильно говорите, тогда еще в ЕССР миллионный житель появился. Кстати, мы же его нашли, он сейчас работает в речном транспорте, капитан теплохода. Валдай. Да, Валдай водит. И, конечно же, очень мы рады, что у него жизнь сложилась счастливо. Уверен, что у Саины Ануфриевой, вот, миллионной жительницы Якутии, которая этим летом родилась, канун нашего национального праздника Исэх Туймады, конечно, тоже будет счастливая судьба. Мы продолжаем расти. Вот по последним отчетным данным, которые я видел на август месяц, у нас уже 1,5 миллиона. Вот. Это говорит о том, что вот этот процесс увеличения численности жителей Якутии идет. Идет он во многом благодаря тому, что вот как раз сейчас и в репортаже про это говорили, у нас очень широкий комплекс мер и федеральных, благодаря президенту нашей страны, реализуется в целом по стране. И у нас в Якутии мы, конечно, приняли ряд своих дополнительных региональных мер, направленных на поддержку материнства, детства, семей. Мы недавно вот цифры смотрели, я их уже озвучивал, еще раз повторюсь. В 2018 году немногим более 3,5 миллиардов рублей направлялось вот на эти цели, на поддержку по этим направлениям. Сейчас эта цифра уже почти 26 миллиардов. То есть за несколько лет, считайте, мы в 8 раз увеличили это финансирование. Благодаря, вот, в первую очередь, решениям президента страны, ну и тем решениям, которые мы приняли. Но мы не останавливаемся на этом. Мы считаем, что и надо и дальше стимулировать рождаемость, дальше надо поддерживать. И поддерживать надо в том числе и многодетные семьи. У нас, кстати говоря, четверть многодетных семей, даже более четверти многодетных семей Дальнего Востока живет у нас в Якутии. Это говорит о том, что у нас вот процент многодетности выше, чем в других субъектах Дальнего Востока. И, конечно же, мы вот сейчас приняли решение и со следующего года увеличиваем в 2 раза вот этот материнский региональный капитал на 3-го и последующих детей. Было 150, сейчас станет 300. Мы в том числе будем поддерживать тех, кто вступает в первый раз в брак, молодые семьи, 50 тысяч рублей будет материальная помощь оказываться. Конечно, будем сейчас смотреть и дальше меры по поддержке в части вот как раз обустройства жилищных разных решений вопросов. Здесь со стороны государства последние годы много делается, в том числе вот дальневосточная ипотека, тоже уникальный проект. Я сам докладывал его президенту как раз по просьбе всех наших дальневосточных губернаторов. И президент тогда, помните, в 2019 году поддержал. И это решение сейчас, несмотря вот на то, что ставка Центрального банка то снижается, то, к сожалению, резко возрастает, но вот 2% ипотека дальневосточная, она остается неизменной. И очень надеюсь, что и будет и дальше работать, и большое количество молодых семей смогут этим воспользоваться. У нас, кстати говоря, очень большое количество семей воспользовалось этим. И мы одни из лидеров Дальнего Востока как раз по использованию дальневосточной ипотеки. Конечно, мы понимаем, что сейчас, к сожалению, рождаемость в стране падает, и у нас она, к сожалению, не растет, но она у нас все-таки снижается медленнее, чем в других регионах страны, и мы очень надеемся, что все-таки скоро вот эта положительная у нас динамика определенным образом появится. Ну и, конечно, мы сейчас для того, чтобы люди у нас жили дольше, конечно, тоже принимаем очень серьезные меры по усилению нашего здравоохранения, но это уже отдельный вопрос. А в целом, еще раз говорю, что политика, направленная на поддержку семьи, материнства, детства, она у нас всегда в республике была приоритетом, и она будет и оставаться.
Александр Сергеевич, с 8 по 10 сентября у нас в республике прошли многоуровневые выборы. Выбирали Илдархана республики, выбирали депутатов Илтумен республики. 85 выборов муниципального уровня, в том числе выборы депутатов Якутской городской думы и выборы 9 глав муниципальных районов республики, также главы поселений, более 500 депутатов представительных органов районов и поселений. Как вы оцениваете результаты? Во-первых, я бы хотел поблагодарить всех якутян, которые приняли участие в выборах, пришли и проголосовали. Это очень важно, прийти и выразить свое отношение к тому курсу, которым будет идти республика, тот или иной район, тот или иной поселок, город. И от именно гражданской активности населения зависит вот как раз результат последующей уже работы и избранных депутатов и глав. С этой точки зрения гражданская активность нашего населения, она всегда одна из самых высоких на Дальнем Востоке и по стране. И вот последние несколько лет у нас вот в районе 50% явка, она точно всегда бывает. Где-то больше, где-то меньше, так, но в целом вот 50% по республике это вот тот показатель, который у нас сохраняется. Это, еще раз скажу, вот достаточно высокий показатель для сегодняшних выборов, которые у нас в стране проходят. Второе, конечно же, я хотел бы поблагодарить всех тех, кто выборами занимался, выборы организовывал. Выборы прошли честно. Конечно, в пылу борьбы разные допускаются, там всякие высказывания, может быть, эмоции перехлестывают через край. Так? Я сам вот здесь в вашем зале принимал участие в 3 дебатах и не могу сказать, что там все было у нас так корректно, да, по высказывания шли разные. Но вместе с тем, еще раз говорю, нарушение именно выборов, нарушение в порядок волеизъявления граждан не зафиксировано. Серьезных жалоб, больших, серьезных, которые могли бы повлиять на результат выборов, начиная вот от самого маленького наслега, заканчивая всей республикой, не зафиксированы. И это говорит о том, что выборы были организованы правильно. Поэтому здесь большая работа, конечно, и Центральной избирательной комиссии, всех наших территориальных избирательных комиссий, участковых, и большая работа в целом всего общества, и зрелость политических партий в том числе. Ну и в-третьих, конечно, результаты, которые показали эти выборы, они показали, что население республики нуждается, знаете, вот в единстве, нуждается в том, чтобы мы сплотились, чтобы все-таки была сила, которая способна вести республику вперед в русле нашей общей российской политики, и партии проголосовали за партию, которая способна решать эти вопросы, за партию «Единая Россия». Никогда «Единая Россия» на выборах Государственное собрание, в муниципальные районы не набирала столько, сколько сейчас. Это огромный кредит доверия, и я уверен, что партия вот с задачами, которые перед ними наше население поставило, справится. Вот, и уверен, что вот тот созыв Государственного собрания Илтумен, который уже начал свою работу, первая сессия завершилась, она тоже будет работать именно исключительно исходя не из каких-то там узкополитических задач, а именно для решения общих задач, которые стоят перед республикой и перед ее народом. Александр Сергеевич, ну вот сейчас по Конституции Якутии предстоит отставка правительства. Какие изменения планируются в вашей команде и какие новые задачи поставите перед ней? После вступления главы республики в должность по Конституции Республики Саха-Якутия правительство уходит в отставку. Это у нас произойдет 28 сентября. Я хотел бы поблагодарить правительство Республики Саха-Якутия, ее руководство, министров, руководителей ведомств за ту большую работу в крайне непростых условиях, которая была проделана за эти годы. Были решены многие задачи социально-экономического развития, многие достижения, о которых мы сейчас уже поговорили и о которых еще будем сейчас говорить, это во многом результат работы команды правительства. Вместе с тем, время диктует новые задачи, появляются новые вызовы, и есть понимание того, что какие задачи нужно решать еще более эффективнее, быстрее, так, где нужно сосредоточить большие силы. И с этой точки зрения, конечно, обновление будет, и оно будет достаточно серьезным. И
в руководстве правительства и среди руководителей министерств и ведомств. Ну, ждать осталось недолго. По Конституции, вот после того, как правительство уходит в отставку, я должен в течение 2 недель внести кандидатуры на пост председателя правительства, заместителя председателя правительства и ряда министров на утверждение Государственное собрание. И Государственное собрание должно в течение 2 недель его рассмотреть. Мое представление, но надеюсь, что это произойдет быстрее. Ну и в целом вот все правительство будет сформировано в достаточно короткие сроки для того, чтобы вот сейчас в этот период, когда у нас и бюджетный процесс идет, и мы готовимся уже к следующему году, входим уже в отопительный сезон, завершаем ряд строек очень крупных, серьезных. Разрыв между уходом правительства в отставку и уже появлением нового, обновленного правительства должен быть минимальным. Александр Сергеевич, в этом году вся Якутия, да что там Якутия, вся страна, можно сказать, даже весь мир с замиранием сердца следили за танковым боем экипажа Алеши. Сейчас у нас сразу 3 героя, отмеченных за подвиги на СВО. Мы, безусловно, гордимся всеми, кто сейчас находится на передовой. Для нас они все герои. Ребята нам отправили видео. Давайте посмотрим и попросили задать вопрос. Уважаемый Айсен Сергеевич, поздравляем вас с избранием главой Республики Саха-Якутия. Мы тоже голосовали за вас и надеюсь, с вами, с вашей помощью, победа будет за нами. Александр Сергеевич, также ребята попросили задать вопрос. Недавно поступила новая партия дронов из Якутии. Будут ли еще их поставки? Во-первых, конечно же, я от всей души хотел бы поблагодарить наших ребят, которые сегодня воюют за нашу страну в зоне специальной военной операции, пожелать им здоровья и, главное, чтобы побыстрее живые, здоровые, с победой возвращались домой. Я, как и все якутяне, горжусь ими, я многих из них лично знаю, многие со мной в переписках. Хочу еще раз поблагодарить их за тот подвиг, который они каждодневно делают. Это на самом деле тяжелейшее испытание для тех людей, которые вчера еще даже и не думали, что пойдут воевать, но Родина позвала, и они пошли и делают свое дело героически. Вот те же наши танкисты, и Алексей Неустроев, и Филипп Евсеев, это как раз пример мужества простых якутских парней, которые пошли на войну и совершили тот подвиг, которым восхищается весь мир. Мы достаточно серьезную сейчас систему создали по снабжению наших ребят. Она признана одной из лучших в стране. Я здесь всех деталей раскрывать не буду, но поверьте мне, и руководство многих военных частей, и более того, и руководители различных наших ведомств, крупных российских, федеральных, считают, что это на самом деле одна из таких лучших, наверное, региональных практик, когда мы такую глубокую систему подготовки уже здесь запасов, направления их туда на передовую, доставку до тех частей, которые в этой помощи нуждаются, организовали, и она у нас работает бесперебойно. Конечно же, мы будем продолжать поставки и дронов, и квадроциклов, другой техники, которая нашим бойцам нужна. До конца года такие поставки высокотехнологичного такого оборудования обязательно будут. Что касается дронов, да, то мне ребята тоже и наши земляки выходят, сообщают. И более того, я в постоянном контакте, мы находимся с руководством ряда армий, и по нашей просьбе те дроны, которые последняя партия мы поставили, FPV дронов, она была испытана специальными подразделениями, и на днях я получил заключение от одного из руководителей как раз частей, занимающихся БПЛА одной из армий, которая находится на передовой, где было написано, что благодаря именно нашим якутским дронам уничтожено несколько опорных пунктов противника, уничтожена боевая техника, в том числе эти радиолокационные станции, минометные батареи, пулеметные гнезда противника, уничтожено несколько десятков врагов.
Вот. Ну и было высказано пожелание, чтобы мы еще, поставки этой техники мы дальше делали. Были отмечены положительные стороны наших дронов, чем они отличаются от таких обычных. Так. Ну и, конечно же, были высказаны и пожелания, что нужно еще сделать, чтобы они становились еще опаснее, грознее для наших врагов. Поэтому эту работу мы в Якутии будем продолжать и только усиливать. Арсений Сергеевич, но на прямую линию уже поступают вопросы с разных уголков республики. И прямо сейчас на проводе первый звонок. Алло, слушаем вас, говорите, представьтесь, откуда вы звоните. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Я с Алданского района, город Алдан. Хочу задать вопрос. Уважаемый Арсений Сергеевич, мы вот с нетерпением ждем нашего брата с передовой. И по возвращению спецоперации он хочет получить профессию айтишника. Куда можно для этого обратиться? Спасибо за вопрос. Во-первых, у нас в целом по стране, у нас в республике мы особое внимание уделяем приоритетному устройству ребят, которые с СВО возвращаются на ту работу, которую люди хотят получить, в том числе и через оказание услуг по переподготовке. Многие хотят устроиться в промышленность, мы помогаем им переподготовку пройти в различных наших СУЗах по линии, там и эскаваторщиками становятся, машинистами, сварщиками, и потом направляем их в наши крупные промышленные компании. Есть те, кто хочет поступать и продолжать обучение в вузах, мы там тоже помогаем. Есть желающие, например, получить новую профессию, например, как вы сейчас сказали, айтишников. Здесь тоже у нас как раз через фонд «Защитники Отечества», который сейчас у нас филиал в республике уже работает, это федеральный фонд, помощь оказывается. Ну и, конечно же, мы здесь тоже подключаемся через управление соцзащиты наши, которые во всех улусах есть, они каждого берут на контроль, кто обращается, и помогают получить то или иное образование. Что касается по IT-линии, здесь у нас сейчас колледж связи, он у нас уже стал именно колледжем, который готовит айтишников. Здесь, кстати говоря, очень хорошие позитивные результаты есть. Конкурс вырос просто неимоверно. В этом году, по-моему, порядка 10 человек на место. Вместе с тем, как раз есть целые отделы, скажем так, направления, которые связаны с подготовкой и по беспилотным летательным аппаратам. Есть те, которые направлены чисто по IT-направлениям. Это одно, есть у нас такое учебное заведение. Ну и второе, у нас уже с октября начнет работу здесь наш совместный проект со Сбером. Это школа 21. Многие, наверное, видели недавно, когда президент страны посещал Великий Новгород, ему как раз там Герман Греф презентовал ту школу 21, которую они открыли в Новгороде. Такая же здесь у нас будет открыта в Якутске. Она уже практически готова. Сейчас идет там наладка оборудования различного компьютерного. И первые, скажем так, обучающиеся туда уже набираются. Заявок очень много. А потом уже будет обучение как раз по семестру. И эта система, самое главное, она будет постоянно работать. Несколько сот детей, не только детей, но и взрослых могут там обучаться. Самое главное, обучение абсолютно бесплатное. Это такая очень хорошая новаторская идея Германа Оскаровича Грефа. Она уже в нескольких крупных городах заработала. И мы очень рады, что здесь, на Дальнем Востоке, первыми мы открываем здесь ее в Якутске. И уверен, что и парень, брат телезрителя из Алдана, если захочет там обучаться, конечно, мы ему поможем. Спасибо, Арсений Сергеевич. Ну а мы выходим на связь с нашим колл-центром, куда поступают все звонки. Там работает наш корреспондент Любовь Васильева. Любовь, здравствуйте, вам слово. Спасибо, добрый вечер. На данный момент в колл-центр поступило 54 звонка. Напомню, номер прямой линии 320111, код города 4112. Это многоканальный телефон с 4 станциями, поэтому мы одновременно можем принимать до 30 звонков. Если ваш звонок был 31, система его сбросит, и вам необходимо перезвонить повторно. Кроме того, вопросы можно отправить и по WhatsApp номеру 8 914 279 22 62. Вопросы принимаются на 2 языках, на русском и якутском.
По данным Центра управления регионом, большинство вопросов поступило через телеграм-бот и сайт «Столетия Республики». Жители задают свои вопросы из разных уголков республики, в том числе и из арктических районов. Самыми активными на сегодняшний день являются жители Якутска, Нерюнгринского, Мирнинского, Тампонского районов. Наибольшее количество вопросов от жителей поступило по темам «Дороги и транспорт», сроки и порядок расселения аварийного жилья, социальная поддержка населения. Студия, мы продолжаем свою работу. Спасибо большое, Любовь. Совсем скоро мы начнем принимать телефонные звонки. Айсен Сергеевич, темпы строительства мостов за последние годы впечатляют и радуют. Ведь проблемы транспортной доступности в многих населенных пунктах решаются сейчас. И наши корреспонденты в своем материале рассказали о том, сколько мостов и где построено. Давайте посмотрим видеоматериал. Один за другим большегрузы смело проезжают по новому мосту в Тампонском районе. Его открытие стало ключевым событием для всех жителей отдаленных сел. Сооружение способно выдержать до 140 тонн. Все материалы качественны, а сама конструкция надежная. Этот объект очень важен для повышения транспортной доступности. У нас сейчас дорога постоянно будет открыта, и только вперед будем ехать. Нигде задерживаться не будем и спокойно будем ездить, зная, что у нас впереди не будет препятствий. Благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» республика вышла на рекордные темпы их строительства. Яркий пример. В Усьмайском районе, несмотря на сложный горный ландшафт, удалось раньше срока ввести новый мост в рамках нацпроекта. Он был крайне необходим, ведь старый деревянный не раз обрушивался и представлял опасность для жителей. Не на машине, а пешком. Груз перегружали с того берега, носили вот там по этому мосту. Доставляли, то есть продукты питания, топливо, прокладывали там трубы через этот мост. То есть, радости, я хочу сказать, что просто не передать словами. За 5 лет заасфальтировано 2500 километров автотрассы, построено 49 мостовых переходов. Новые транспортные артерии связывают десятки населенных пунктов с большой землей. Важнейшей задачей на этом направлении является формирование эффективного транспортного узла на северо-востоке России. Для этого предстоит построить мост через реку Лену в районе Якутска. Мы давно об этом говорим. Эти слова президента страны поистине воодушевляют. Самое главное событие для всех якутян — возведение Ленского моста — фактически переходит от обсуждений к практической реализации. Теперь, когда проект прошел главгосэкспертизу, строительство включили в 5-летний план дорожной деятельности страны. Ленский мост соединит 3 федеральные и 5 региональных автомобильных трасс, что сделает его крупнейшей транспортной артерией, способной дать свежий импульс развитию экономики Якутии. Второй по величине мост будет возведен в регионе через реку Алдан. Определить конкретные сроки масштабной стройки поручил президент страны Владимир Путин на совещании по развитию дальневосточных городов. Объекты инфраструктуры, безусловно, усилят транспортно-логистические возможности Магаданской области и Якутии. Обеспечат круглогодичное транспортное сообщение на этих территориях. Дороги и мосты – приоритетные задачи для Якутии, поэтому темпы по их строительству сбавлять не будут. Уже в ближайшие годы планируется капитальный ремонт 900 километров дорог и открытие еще 50 мостов. А пока строители готовятся ввести первый юбилейный мост через реку Нюя. Уже готовы опоры, пролеты, перильные ограждения. Длина самого перехода составляет 183 метра, а общая протяженность подъездными путями более километра. Это будет 50-й мост, построенный в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Именно он обеспечит круглогодичную транспортную доступность арктических районов республики. Айсен Сергеевич, у нас есть видеообращение от строителей моста через реку Нюя. Давайте посмотрим. Наша бригада здесь работает с начала строительства. Это будет 50-й мост республики. Мы очень рады поручению президента о строительстве Ленского моста. Мы все его очень ждем. Скажите, когда начнется строительство? Этот вопрос действительно волнует многих. Да. Спасибо нашим мостостроителям. Конечно же, мы
Надеемся, что мост через Нюю в этом году будет уже завершен. Там, конечно, были ряд таких технологических вопросов, но очень надеюсь, что дорожники все-таки все проблемы решат. И этот мост, вот еще раз говорю, юбилейный мост, как раз будет ровно 50 мостов за 5 лет, до конца года будет введен, и мы уже сможем дальше двинуться, входить в новую пятилетку, где мы тоже должны построить 50 мостов, но в том числе вот крупнейший из них, крупнейший вообще в стране мост, это мост через Лену. Огромная работа проведена. Здесь, конечно, все перипетии, в основном они и в открытом доступе были, такая серьезнейшая работа была проведена, и президент, я считаю, 5 сентября поставил окончательную точку по вообще вопросу, строить мост или не строить. Мост, безусловно, будет построен. Уже вот сразу после заявления президента, через некоторое время окончательная главгосэкспертиза выдала заключение по самому мосту и по левой части, то есть самые такие основные подходы к Ленскому мосту. И мы сейчас понимаем, что в ценах конца 2022 года мост 130 миллиардов рублей. Это та цифра, на которую нас ориентировал вице-премьер страны Мараш Хизянович Хуснуллин, когда ставил задачу как раз оптимизировать подходы к строительству моста. Она выполнена. Об этом Мараш Хизянович недавно тоже на нашем штабе региональном всероссийском сказал. Сейчас мы уже будем подаваться на начало строительства, на разрешение за строительством. Очень надеемся, что в ближайшие месяцы оно будет получено, и уже следующий год, 2024 год, начнется уже такое реальное строительство уже непосредственно самого мостового перехода и подъездов к нему. Сейчас мы за эти годы, конечно, огромный объем работы провели по подготовительным мероприятиям, по переносу сетей, по подготовке земельных участков, то есть тоже не стояли на месте. И сейчас мы, в принципе, уже на той стадии, когда стройка может быть развернута и начаться в кратчайшие сроки. Поэтому сроки все обозначены, средства в федеральном бюджете уже появились. Есть, конечно, у нас вопросы все равно с Министерством финансов по достаточности этих средств. Но уверен, что по ходу строительства те или иные вопросы, которые будут возникать, будут решаться. И мост Ленский, крайне важный не только Якутии, но и всему северо-востоку страны, как президент в своем выступлении 5 сентября говорил, будет построен. И, конечно же, это будет очень огромнейшее событие в целом для развития нашей республики. Александр Сергеевич, вопросы продолжают поступать. Сообщают, что есть звонок. Примем его. Алло, здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире. Добрый вечер, меня слышно? Слышно, говорите. Хотел бы задать вопрос. Александр Сергеевич, я проживаю по адресу Кузьмина, 28, дом признан аварийным. И хотелось бы узнать, нас скоро переселят, и не будет ли долгостроя, и ведут ли наш дом, который строится вовремя. Спасибо. Спасибо за вопрос. По городу Якутску мы программу по расселению аварийного жилья, признанного таким до 1 января 2017 года, заканчиваем этим годом. То есть мы на год раньше практически по Якутску задачу выполняем. Так? И там на самом деле не так много домов осталось, я их почти все и помню. Кузьмина 28, они должны переехать, если не ошибаюсь, в дом, который там же на Кузьмина строится. Поэтому как раз наверное, телезритель спрашивает, не будет ли там долгостроя. Долгостроя там не будет. Мы на самом деле этот дом вообще должны были в таком благоприятном режиме ввести в прошлом году, но в связи с различными обстоятельствами, связанными с техпрессом, перенесли на этот год. Поэтому в этом году дом будет введен, я не сомневаюсь, и жители этого дома аварийного переедут. Но перед нами сейчас стоит более еще глобальная задача. Вы же слышали, когда президент озвучил озвучил решение свое по расселению всего аварийного жилья, признанного таким на 1 сентября 2023 года по городу Якутску. Это было наше пожелание. Я с президентом, когда встречался крайний раз в мае, просил его об этом, поддержать нас. Честно говоря, не ожидал, что такой результат будет. Но реально президент нас очень серьезно поддержал. Это
точное такое решение именно для города Якутска и Магадана, как он сказал, да, по примеру нескольких других городов, которые в России, по России принималось решение. И, конечно, здесь у нас объем аварийного жилья большой, свыше 550 тысяч квадратных метров, по нашим оценкам, такого жилья. И, конечно же, ну, считайте, что вот это решение этого вопроса полностью, еще раз говорю, полностью решит проблему по аварийному жилью по городу Якутску. Вот. И огромный объем работы здесь предстоит в ближайшие 5 лет, конечно же, и для правительства республики, ну и, конечно, в первую очередь для администрации города Якутска, потому что там очень много вопросов, связанных как раз с оперативной работой городских служб. И очень надеюсь, что у нас все получится для того, чтобы мы вот проблему, которая волнует десятки тысяч жителей столицы нашей республики, вот в ближайшие годы решили. О масштабах работы по переселению из ветхого аварийного жилья мы подготовили видеоматериал. Давайте посмотрим, что сделано в этом направлении. Черновой пока вариант будет доделано. Тут будут рисунки, тоже буду рисовать. Мария Васильевна с каждым днем добавляет все новые интерьерные решения. Идей много, говорит хозяйка квартиры. Раньше вместе с супругом и 3 детьми они ютились в 2 комнатах в деревянном доме по улице Свердлова. Жить в нем было опасно. В любую минуту мог рухнуть потолок. Но в дело вмешалась программа по переселению из аварийного жилья. Семья получила квартиру в новом микрорайоне «Звездный». Хорошо помню, 12 апреля, день космонавтики. Вот, и вручили, сказали, что вам дают 92 квадрата. Ну, не ровно, чуть больше, короче, получается. И мы сразу же поехали всей семьей сюда смотреть квартиры. Ну, первое впечатление, конечно, было хорошее. Дома красивые, ну, и к балкону есть аж 3 балкона, считай, 4 комнаты, у каждого своя комната. Тем временем комплексная застройка микрорайона «Звездный» продолжается. Здесь возведут 66 многоквартирных домов для 11 тысяч жителей. Более 60% квартир передадут жильцам из аварийного фонда. В микрорайоне уже приступили к строительству необходимой социальной инфраструктуры. Полностью расселить граждан из аварийного жилья в столице Якутии необходимо к 2030 году. Такую задачу поставил президент России на совещании по развитию дальневосточных городов, на котором рассматривался мастер-план города. В Магадане и Якутске сохраняется большой объем аварийного жилого фонда. Об этом тоже сейчас только что говорили. В этих городах, по аналогии с решениями, принятыми по Чите и Улан-Удэ, прошу завершить к 2030 году расселение граждан из аварийного жилья, признанного таковым на 1 сентября текущего года. Это больше 1100 многоквартирных домов, где живут 42 тысячи человек. Несмотря на масштаб задачи, уверенность в ее достижении есть. Расселение ведется в рамках стратегического указа развития Якутска, подписанного главой Якутии. Благодаря личному контролю Айсена Николаева расселение и предоставление нового благоустроенного жилья в столице региона идет нарастающим темпом. Радует то, что пошло вот это вот строительство, пошел снос. Радует то, что пообещал школа, со школами разобраться, потому что на квартале школа очень нужна. Этим летом первую сваю 12-этажного дома установили на территории 17-го квартала. Это дало старт застройке нового микрорайона. В будущем микрорайоне спортивный, название которого говорит за себя, появятся не только спортплощадки, но и многофункциональный физкультурный центр. Обветшалые деревянные дома заменят новостройки и зеленые дворы. Планируется, что микрорайон обеспечит современным жильем около 14 тысяч якутян. Программа переселения граждан из аварийного жилого фонда в Якутии при поддержке национального проекта «Жилье и городская среда» самая масштабная среди регионов России. Всего с 2019 по 2025 год запланировано переселить больше 60 тысяч человек. За время действия программы в республике уже построено 186 многоквартирных жилых домов, включая арктические районы. Новые квартиры уже получили почти 28 тысяч якутян. Айсен Сергеевич, действительно проделана очень большая работа по республике. Мы знаем, что даже в самых отдаленных населенных пунктах нашей республики строится новое жилье. По городу Якутску очень хорошая новость. А какие конкретные планы вы ставите на будущее по всей республике? Конечно же, главная задача, которая будет сейчас стоять перед правительством, перед Министерством строительства и муниципалитетами, это успешно завершить вот эту программу расселения
из аварийного жилья, признанного таким до 2017 года. У нас сейчас половина людей уже переехала в новое жилье, но половина еще не переехала. Так? Большая часть вот в этом году будет переезжать, но и 24-25 годы должны работать ударно для того, чтобы реализовать эту задачу. Там вопросы и по финансам, там по земле, по стройке. У нас, я сейчас наблюдаю такую тенденцию, что реально строителей реально не хватает. Да? Мы в кои-то веки видим, что все загружено, все забито, и заводы работают на полную мощность по стройматериалам, и строительные компании все, реально все, полностью задействованы в ходе этих работ. Вместе с тем темпы надо еще больше наращивать. И здесь, конечно, правительству надо работать и над повышением производительности труда, над введением новых технологий, по строительству новых заводов, если есть такая необходимость. Мы сейчас, конечно же, должны обратить внимание на реализацию программы в наших других городах, Ленск, Алдан, в наших населенных пунктах по всей республике, в том числе в арктической зоне. Ведь не секрет, что в Арктике после развала Советского Союза жилье многоквартирное вообще не строилось. И вот только сейчас, благодаря этой программе президентской, такие дома мы начали строить. И, конечно, есть много вопросов там и по рабочей силе, опять же, по созданию там какой-то индустрии строительных материалов, по перевозкам, по расходам, которые несут компании. Но эти все вопросы надо решать. Потому что, еще раз говорю, нет более важной задачи для муниципалитета в первую очередь, чем переселить людей из аварийного жилья. Я сам руководил крупнейшим муниципалитетом нашим, я прекрасно знаю отношение людей к этому вопросу. И состояние людей, которые многие, к сожалению, десятилетия порой живут в таких страшных условиях. И, конечно, когда я вижу, как некоторые муниципалитеты там, знаете, просто сидят и говорят, да, это типа не наша задача, там разбирайтесь там со строителями, разбирайтесь там с министерствами. На самом деле это полностью по закону ответственность местного самоуправления. Другой вопрос, что благодаря президенту сейчас и федеральный центр, и мы из бюджета республики выделяем колоссальные средства, чтобы помочь муниципалитетам эту задачу решить. Ну и, конечно, мы будем контролировать и требовать, чтобы и работы проводились вовремя, и работы были качественные. Бич реализации этой программы старых лет, то, что дома строились, а качество было низкое. И сейчас, конечно, это уже не должно повторяться. Мы за этим достаточно жестко смотрим. Ну и здесь нам очень помогают наши федеральные надзорные органы, в первую очередь прокуратура республики, которая очень правильно делает, что буквально каждый нацпроект держит на ежедневном контроле. Порой я о проблемах тех или иных строителей узнаю, к сожалению, не от Министерства строительства, а от прокурора республики. И чаще всего бывает так, что прокурор прав, то есть он первым начинает бить на бат о тех или иных проблемах, и мы успеваем среагировать и исправить. Поэтому мы по аварийному жилью намерены работать и дальше. Эта программа должна быть завершена точно в срок, качественно. Ну и дальше уже вместе со всей страной, мы уверены, мы пойдем дальше по реализации новых программ. Ну и по городу Якутску у нас есть вообще, еще раз говорю, отдельное поручение президента, которое обязательно должно быть исполнено. Хорошо, Арсен Сергеевич, давайте послушаем звонок. Добрый вечер. Алло, здравствуйте, говорите. Добрый вечер. Меня зовут Лена Петрова, я из города Якутск. У меня такой вопрос. У меня дети старшеклассники, скоро оканчивают школу, и хотела бы посоветоваться, или как сказать, какую бы специальность им выбрать, чтобы гарантированно найти работу. Хотелось бы, конечно, что-то современное или, может, что-то промышленное. Спасибо за звонок. Спасибо за вопрос. Конечно, здесь в первую очередь надо смотреть на самого ребенка, к чему у ребенка душа лежит, чем он хочет заниматься, к чему у него способности. И исходя из этого уже делать какой-то выбор той или иной профессии. Я вообще ориентирую наше образование на то, что у каждого, повторяюсь еще, у каждого ребенка в нашей республике должна быть, знаете, индивидуальная траектория развития. Мы к каждому ребенку должны относиться индивидуально. Мы не должны грести всех под одну гребенку. Каждый ребенок – это индивидуум.
И вот эта индивидуальность может раскрыться как раз при нашей помощи. Сегодня есть много методик, которые позволяют уже и физические способности ребенка к тому или иному виду даже спорта, да, к тем или иным видам занятий уже с самого раннего детства определять и помогать детям вот раскрывать свои таланты. Мы же, к сожалению, вот в этой части не скажу, что отстаем, но как-то это еще недооцениваем. А я считаю, что наша республика, которая всегда делала ставку на образование, на раскрытие человеческого капитала, должна здесь быть в том числе среди лидеров. Вот. И, конечно, здесь работу и Министерства образования надо усиливать, в муниципальных образованиях тоже надо постоянно главам держать вопросы образования, знаете, в поле своего зрения, так не только там с точки зрения строительства новых школ, да, но и с точки зрения качества образования. А, конечно же, вот, и родителям надо об этом тоже думать. И ведь надо же понимать, что какие профессии будут востребованы через 10 лет. Мы всегда, когда о детях говорим, которые только в школу идут, должны именно из этого исходить. Ведь если посмотреть, что было 10 лет назад, то ведь многие профессии, которые тогда казались очень такими важными, нужными, да, сегодня уже постепенно теряют свою необходимость. Более того, вот я сегодня как раз был на собрании общественности в Николаев-центре в Актемцах, и там выступали наши дети. Победители различных олимпиад, и которые как раз сейчас в Ленском крае проводили такой, знаете, вот форум Якутии будущего. Так, и вот как раз они, выступала девушка из моей родной, кстати говоря, вот Верхнеуральской гимназии, и она как раз говорила о том, что в будущем вот роль искусственного интеллекта будет возрастать, соответственно, будут некоторые профессии исчезать, которые сегодня кажутся очень востребованными. Это наши дети уже нам говорят. Так, а мы, к сожалению, родители об этом как-то так, знаете, вот мимо ушей. Вот, поэтому здесь надо, конечно, смотреть. Очень много у нас в Якутии сейчас возможностей. Мы, слава богу, еще раз говорю, мы не депрессивный регион, мы регион активно развивающийся, и не только с точки зрения промышленности, но вот и с точки зрения творческих индустрий. Мы делаем все, чтобы нашим детям было интересно здесь оставаться, жить и работать. Поэтому выбор большой, но еще раз повторюсь, вот для телезрительницы главное вот понять вашего ребенка, к чему его душа лежит, ну и, по крайней мере, даже если его желание не совпадает с вашим, по крайней мере, сегодня не давить, да, еще и время есть, ребенок сам, может, вырастет, поменяет свое решение, но, конечно, надо ребенку тоже помогать, но вот ребенка тоже надо уметь слушать. Арсений Сергеевич, ну все мы видим, как меняется столица республики, строятся дороги, современные объекты, кварталы, благоустраиваются дворы и общественные пространства. К тому же президент страны Владимир Путин дал конкретные поручения по развитию Якутска. Предлагаем посмотреть сюжет, как утверждается и уже выполняется мастер-план столицы Якутии. Якутск – самый быстро растущий город Дальнего Востока. С 2010 года численность его населения выросла на 23%. И для его поступательного развития нужны современные решения. Таковым является и мастер-план города, который был разработан по поручению президента России Владимира Путина. Его глобальная цель – сделать Якутск лучшим городом на вечной мерзлоте. Мастер-план призван решить сразу несколько глобальных задач. Первый их блок – это застарелые проблемы города. Это полная ликвидация аварийного жилья и возведение новых микрорайонов, строительство новых школ и детских садов, развитие социальной инфраструктуры, которая должна отвечать росту населения. Ключевым проектом мастер-плана является строительство мостового перехода через реку Лену. Проект важный не только для города, но и для всего Дальнего Востока и северо-востока страны. Второй блок задач мастер-плана – экономическое развитие. И здесь ставка делается на несырьевую экономику. В частности, упор на креативную индустрию. Это кино, IT, туризм, ювелирное дело – все, что позволит обеспечить уверенное развитие Якутска как крупного креативного центра Дальнего Востока. Самый масштабный проект в рамках развития креативной экономики столицы – создание по поручению президента Владимира Путина круглогодичного кинопавильона. Он даст возможность более чем в 2 раза увеличить производство фильмов.
Безусловно, за последние пятилетия, благодаря поддержке федерального центра и лично президента страны Владимира Путина, в Якутске многое изменилось в лучшую сторону. Это 16 школ, 14 детских садов, объекты спорта, культуры и медицины. Идет развитие дворовых территорий, появляется новое общественное пространство, реконструируется центр города. И эти изменения замечают и сами жители столицы. Ну, каждый день он меняется, и это очень радует. Много построек. Он становится, ну, хоть как-то чище становится. Ну, город так-то изменился, да. Ну, центр у нас получше стал. Считается, что там благосостояние народа лучшее, где дороги хорошие. Но я считаю, что в последние годы делается все к этому знаменателю. Якутск будущего – это комфортный для проживания город с развитой экономикой, жители которого делают открытия, реализуют собственные проекты и развивают местную культуру. Акцент делается на молодежь и образование. Для этого построят межвузовский кампус и учебные корпуса. Созданный мастер-план поможет системно и последовательно развивать город, достигая необходимых экономических показателей, и при этом делать его красивым и комфортным для жизни. Но, судя по всему, Якутск ждут колоссальные изменения. Арсений Сергеевич, неужели это все реально? Вы знаете, я уверен, что мы это все сделаем. Мы к мастер-плану города Якутска начали заход еще до того, как президент объявил такое поручение на Восточном экономическом форуме 2021 года. Это было по всем дальневосточным городам. Мы уже в 2019 году с Ириной Дмитриевной Алексеевой, главным архитектором тогда нашей республики, обсудили этот вопрос. И я поддержал ее, и был проведен, знаете, ну, большой глобальный российский конкурс на выбор сначала команды, проектной команды, которая будет заниматься реализацией проекта мастер-плана, подготовки. Ну и потом эта команда как бы создавала мастер-план города Якутска. И я сам, как человек, который возглавлял вот это все жюри, на всех этих стадиях участвовал в его обсуждениях и считаю, что он очень неплохой получился. У нас одно имя тех компаний, которые там в этом консорциуме есть, оно для специалистов звучит очень убедительно, но одно то, что главные там компании, это Институт генплана города Москвы, вот, который вот как раз у нас является основным разработчиком мастер-плана города Якутска, так, говорит об очень многом для всех специалистов. Поэтому качество мастер-плана, знаете, вот сейчас я на многих уровнях обсуждаю его, конечно, есть там те, кому не нравится, что суммы большие, да, ну, реально так, реально они большие, так, вот, но все подчеркивают, что качество, конечно, очень высокое и абсолютно понятно, как это сделано, зачем это сделано. Ведь мастер-план это не просто генплан, как это было раньше, это мастер-план показывает возможности социального, экономического роста города, на какие отрасли город будет делать ставку в последующие годы. И уверен, у нас это все должно получиться. Я считаю, что городская команда, она сейчас очень в хорошем смысле уже затачивается на подходы к реализации данного мастер-плана. Конечно, над многим надо работать. И, знаете, порой вот не хватает элементарных вещей, да, вот благоустройства улиц, чистоты, озеленения. Но уверен, что мы уже к следующему году, к 8-м играм «Дети Азии» подтянемся по городу. Вот, мы с Евгением Николаевичем Григорьевым постоянно в контакте, обсуждаем эти вопросы. Уверен, что вот как раз реализация мастер-плана – это та, знаете, вот такая амбициозная задача, которая вот сегодня перед его командой стоит, и при нашей поддержке он ее обязательно решит. Но я ему сказал, вот когда вот все это совещание у президента закончилось, я сказал: Женя, ты счастливый человек. Я вот как от имени всех мэров, которые были до тебя, могу сказать, что мы все будем тебе завидовать, потому что такая огромная поддержка городу оказана, и сейчас надо обязательно вот все то, что президент поручил, и то, что у нас в мастер-плане есть, все реализовать. Арсений Сергеевич, затронули тему игр «Дети Азии». У нас как раз в WhatsApp есть вопрос на эту тему. Следующим летом в Якутске снова пройдут игры «Дети Азии». Я была волонтером на первых играх, сопровождала зарубежную команду, а теперь моя дочка тоже хочет стать волонтером. Как идет подготовка к самому масштабному спортивному событию страны следующего года? Знаете, вот когда Михаил Ефимович задумал и проводил первые игры в 1996 году, многие мы тогда все были там как зрители, вот, и церемонию открытия, помню, и так далее. Да. Многие мы еще тогда не понимали,
во что это в конечном итоге у нас выльется. А у нас получилось так, что реально в 2024 году, в следующем году, это будут крупнейшие спортивные соревнования на территории всей нашей России. На сегодняшний день мы уже получили подтверждение, ожидая минимум 25 стран, а скорее всего их будет больше. 7 команд из регионов России, от округов федеральных и крупных регионов страны. Наша сборная. Всего мы ожидаем несколько тысяч участников только, тренеров, самих спортсменов по многим видам спорта олимпийским. И есть несколько видов неолимпийских, которые в том числе и мы здесь пропагандируем. Интерес огромный. Полная поддержка есть со стороны правительства Российской Федерации. Мы недавно с министром спорта еще раз встретились в Владивостоке, обсудили все нюансы. Практически никаких проблем нет, но надо только работать и работать. Оргкомитет наш федеральный возглавляет Юрий Петрович Трутнев. Тоже большая помощь оказывается. Уверен, что мы должны провести 8-е игры на самом высоком уровне. И с этой точки зрения как раз и благоустройство города Якутска, и ремонт спортивных сооружений, а у нас он уже почти на 10 уже идет, из 16, где будут проходить игры. Ремонт улиц, ремонт общежития университета, подготовка мест массового пребывания наших гостей, работа аэропорта. Целый большой комплекс мероприятий, который должен быть весь проведен для успешного проведения этих международных соревнований. Мы по всем ним двигаемся, работаем. И здесь как раз, конечно же, все, в том числе очень многое зависит именно от жителей города Якутска, от их вовлеченности. Уверен, что, как и раньше, мы все вместе сделаем, чтобы эти игры стали таким, очень хорошим символом нашей республики. И вся Азия еще раз убедилась в дружелюбии, в гостеприимстве Якутии и всей нашей страны. Действительно, все мы знаем, что игры «Дети Азии» — это детище нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева. Он по многим направлениям заложил фундамент развития региона. Безусловно, с его именем неразрывно связана новая история Якутии. И каждому, даже самому юному якутянину, необходимо знать историю становления нашего региона. Как будет увековечено имя первого президента? Конечно, масштаб личности Михаила Ефимовича, он грандиозен. Его будут, и уверен, будущие поколения раскрывать. Сейчас я сам возглавляю комиссию по увековечению памяти нашего первого президента. Поступают десятки предложений от граждан, от организаций, от общественных организаций, от науки, от образования, от муниципалитетов. Сегодня в Актюмцах тоже мне несколько предложений от Хангаласского улуса передали. Мы их все внимательно обсуждаем. Мы также смотрим за обсуждением общественным, которое идет по различным предложениям. Мы это все обобщим. И ко дню рождения Михаила Ефимовича Николаева, 13 ноября, я обязательно издам указ об увековечении памяти выдающегося сына нашей республики. И, конечно же, мы будем обязательно его дело продолжать. Сегодня я сказал, что мы сегодня в Актюмцах заложили новую традицию. Отныне у нас как раз в День государственности или в канун него мы обязательно будем проводить такое собрание торжественной общественности в Хангаласском улусе, в Актюмцах, в Николаев-центре, на родине Михаила Ефимовича Николаева, чтобы подчеркнуть особую роль нашего первого президента, появление нашей республики Саха-Якутия, становление новой Якутии в составе новой России. Спасибо, Айсен Сергеевич. Давайте послушаем телефонный звонок. Добрый вечер. Алло. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, слышно, да? Да, хорошо. Ага, здравствуйте, меня зовут Диана Васильевна, многодетная мама. Момский район, село Хону. У меня вопрос, когда в нашем районе будет зеленый рейс? Спасибо. Спасибо. Хону, Мома. Спасибо, Диана Васильевна. Зеленый рейс Момский район он точно будет. И я сейчас на память не скажу, но, по-моему, где-то он середина октября у нас стоял.
Так, мне представляют эти цифры, все, честно скажу, все на память держать сложно. Вот, но при этом хочу что отметить. У нас ассортимент вот завоза так называемых вот этих зеленых рейсов с каждым годом растет. Мы его в этом году практически в 4 раза увеличиваем. Ассортимент. Причем это у нас получилось благодаря хорошей работе Якутопторга. Во-первых, мы сейчас уже создали сеть торгово-логистических центров. Вот. Они у нас уже появились в 6 районах. Сейчас появится так до конца этого года. Дальше мы должны сделать все, чтобы вот к 2025 году у нас все 13 арктических районов имели такие торгово-логистические центры. Вот совсем недавно в Среднеколымске открылся. Сейчас Зырянка. После этого у нас уже планы стоят вот Жиганс до конца года и Тикси. Но это не только вот создание торговых центров, это и новая принципиальная система завоза. Это и использование такого, знаете, северного морского пути для завоза продукции. Это и вот специальные корабли, которые спроектированы и сконструированы благодаря заказу Якутопторга, и которые вот в этом году по Колыме показали себя с самой хорошей стороны, когда мы вот как раз используя уже возможности Магаданской области, прямо вот с Верховья в Колымы, научились уже доставлять грузы в колымские наши поселки. В первую очередь это Зырянка, Среднеколымск и дальше уже Черский. Так? И вот эта работа будет уже продолжаться, усиливаться, и мы видим, что там колоссальная экономия по транспорту, по транспортным расходам. И, конечно же, это огромное уже увеличение ассортимента и количества завозимой продукции. И вот такие, скажем так, правильные логистические решения, они позволяют нам надеяться на то, что в будущем мы, конечно, вот эти вопросы снабжения наших северных районов уже на другой уровень поднимем. И люди будут получать более широкий ассортимент продукции продовольственной, и необходимо не только продовольственной продукции, так, по гораздо более низким ценам. Вот. Я на это Якутопторг нацеливаю, руководство Якутопторга Николай Николаевич Алексеев прекрасно это все понимает, очень, я считаю, последние годы хорошо предприятие начало работать, и Министерство Арктики им помогает как куратор. Уверен, что вот наша работа в этой части будет дальше только улучшаться. Спасибо, Айсен Сергеевич. Давайте возьмем еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Алло. Алло. Да, вас слышно. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергеевич. Здравствуйте. Меня зовут Иванова Евдокия Филипповна, это из Жиганского района. Спасибо вам большое за запуск проекта «Мобильные доктора». Это очень хорошая программа для арктических районов. И у меня такой вопрос. Прилетят ли врачи, именно детские, в наш Жиганский район? Спасибо. Обязательно прилетят. И я даже могу сказать, что это будет октябрь. Я вот недавно как раз смотрел, там жаловались по Обыйскому району, поэтому смотрел все графики. Вот детские доктора, детская бригада, большая, причем такая серьезная бригада, она в Жиганский район полетит в октябре месяце. Но хочу в целом по этой программе сказать, знаете, вот одна из тех программ, которая практически отрицательных отзывов не получила нигде. Конечно, порой жалуются, что вот не смогли к нам прилететь, мы там ждем и так далее, да, но хочу сказать, что вот как она, программа начала работать с 1 января этого года до сегодня, все 89 арктических поселков они уже посетили. Так, врачи. Может быть, там не полностью всех осмотрели и так далее, но уже 89 арктических поселков все уже получили касание наших мобильных докторов. И эта работа же, она у нас не разовая, мы же ее будем продолжать, это будет постоянная система. Дело в том, что, к сожалению, надо понимать, что мы не можем сегодня обеспечить там в каждом районе полномасштабное такое, знаете, врачебное сопровождение жителей вот наших арктических районов. Населения мало. Когда там в районе живет несколько тысяч человек, 3-4 тысячи человек, мы там по всем нормативам содержать полномасштабные, вот, начиная от кардиологии, заканчивая, например, офтальмологами, мы уже не можем. Вот. Да даже если появляются, то через некоторое время они уже уезжают там, более в крупные города, в Якутск.
И тогда для того, чтобы вот как раз решить эту задачу, мы приняли решение создать здесь, в городе Якутске, специальный такой центр, где эти мобильные бригады будут работать, и откуда они будут постоянно выезжать именно по Арктике, по районам, по графику. И именно в этом будет заключаться их работа. Мы их оснащаем сейчас специальной аппаратурой, высококачественной аппаратурой, мобильной аппаратурой, которая позволяет им на месте делать анализы, делать все обследования необходимые, выявлять там опасные болезни. Вот. И, конечно, врачи там работают тоже очень такие высококвалифицированные. Именно вот за счет этой мобильности, за счет того, что они работают по большому количеству районов, мы сегодня уже у многих людей выявили болезни, причем крайне опасные болезни, начиная вот с онкологических, да, на самых ранних стадиях. Мы выявили у многих хронические заболевания, которые люди, ну, как бы так, не обращают внимания, но мы видим, что, особенно если это касается кардиологии, им необходимо срочное оперативное вмешательство. И я не побоюсь этого слова, благодаря вот этой программе у нас сегодня десятки жизней, ну, если не сотни, но десятки жизней точно людей, которые спасли эти жизни. И эта программа у нас будет дальше работать. Но вот наша задача, чтобы как раз вот и все детское население было охвачено этой диспансеризацией в рамках мобильных докторов, чтобы мы с самого детства, жители нашей Арктики, которые живут на самом деле в крайне сложных, непростых природно-климатических условиях, мы их вели и помогали уже с детского возраста сохранять свое здоровье. Из колл-центра сообщают, что есть звонок из Аскылаха, и у нас на связи школьник. Алло. Мы слушаем тебя. Здравствуйте, Айсен Сергеевич. Меня зовут Лазарев Арчим. Я учусь в 6 классе со Аскылахской средней школе. И раньше я хотел жить там, где хороший интернет. Но сейчас интернет пришел ко мне домой. Связь стала очень хорошая. Можно созваниваться с друзьями по видеозвонку, взять любую информацию, потом брать любую информацию, посещать виртуальные музеи разных стран. И вот и захотелось до вас дозвониться. Спасибо большое за интернет. Спасибо. Спасибо. Спасибо нашему молодому телезрителю. Имя его? Эрчим. Эрчим, да, Эрчиму. Большой привет тебе, Эрчим. Молодец, что дозвонился. Вот. Можно, кстати, на видеозвонок с ним. Да. Давайте пригласим школьника, проверим. Да. Но вот я считаю, что, наверное, вы и пропустили, потому что маленький ребенок позвонил еще со Аскылаха. Я очень рад, что наша программа по прокладке оптоволокна в республике, она достигла уже практически Северного Ледовитого океана. Ведь в Анабарском районе еще есть поселок Урюмхая, он стоит прямо на берегу океана, считайте, так, и моря. И в этом году Урюмхая уже тоже подключен к оптоволокну. Я сам участвовал в открытии этой линии. И сегодня мы можем говорить, что реально вот в эти последние годы одно из наших достижений, наших связистов, то, что оптоволокно пришло уже на берег Северного Ледовитого океана. И, насколько я знаю, это самая северная точка нашей страны, куда оптоволокно вообще в населенный пункт пришло, это Урюмхая. Вот. Но Аскылах тоже недалеко от него. И, конечно, я рад, что у нас вот наши уже арктические районы подключаются. Вот Оленек подключен был, сейчас Анабарский район. Сейчас мы начинаем реализацию крупнейшего телекоммуникационного проекта всей страны. Этот проект называется «Синергия Арктики». Его подготовило наше Министерство цифрового развития во главе с Анатолием Васильевичем Семеновым. И долго мы его обсуждали в федеральном правительстве. Мы его представили премьер-министру Мишустину Михаилу Владимировичу. Было его поручение. И вот сейчас Министерство уже цифры Российская Федерация поддержала. Мы неоднократно с Максутом Игоревичем Шадаевым встречались с министром федеральным. И в ближайшие годы мы намерены во все наши арктические районы привести уже оптоволокно. Глобальная задача — 7 тысяч километров оптоволокна надо проложить.
эта задача даже не экономическая, даже не социальная, она такая, значит, геополитическая, я бы сказал. Да? Мы должны все-таки вот Северный морской путь, тот кабель, который там будет проложен вдоль него, должны соединить уже в нескольких местах уже с сушей, да, с большой землей, как раз через оптоволокно. Такая серьезнейший вызов и с точки зрения техники, телекоммуникационного оборудования, но уверен, что при поддержке федерального правительства мы эту задачу решим. В этом году мы уже хотим, чтобы к декабрю мы оптоволокно привели в Жиганск. Вот. Ну а в следующем году там у нас планы гораздо шире. Вот, когда начнем реализацию, уже об этом расскажем, но там уже ряд районов, как раз Яна и Дигирская группа уже должны попасть в реализацию этой программы. Александр Сергеевич, нам удалось связаться по видеосвязи с Эрчимом. Да. Давайте проверим связь. Давайте посмотрим. Сосклах. О, вот он. Эрчим, привет. Эрчим, здорово. Привет. Молодец. Молодец, что дозвонился. Желаю всего самого хорошего, хорошей учебы, успехов и процветания твоему любимому Анабарскому вузу. Кататерчик. Да. Тох парыч вы. Спасибо, обязательно. Пока. Спасибо, Эрчим. Видим, что очень хорошая связь со Скалахи. Действительно, стратегические зоны, как мне подсказывают, поступает сейчас очень много звонков. С 2018 года вы уделяете действительно большое внимание этим районам. Какие планы в ближайшие годы по арктическим районам? Конечно же, за многие десятилетия постсоветские Арктика очень серьезно отстала. Мы об этом открыто говорим. Был большой отток населения, огромный отток населения, было огромное падение промышленности, серьезнейший удар был нанесен по оленеводству, по социальной инфраструктуре, по вообще целой инфраструктуре поселков. И за последние 5 лет мы, конечно, очень много сделали. Сделали это на такой, знаете, плановой основе. Была принята стратегия развития арктической зоны нашей республики. Я ее подписал в Оленьке как раз. После этого мы начали уже реализацию этой программы по нескольким направлениям, в том числе вот и строительство жилья в рамках переселения из аварийного жилого фонда. Это и развитие сельского хозяйства, в первую очередь традиционных отраслей, поддержка оленеводства, поддержка рыболовства. Это строительство социальных объектов. Мы за эти 5 лет построили значительное количество социальных объектов, причем очень крупных, знаете, вот такие большие каменные школы, дома культуры появились в Арктике. То есть те объекты, которых у них практически не было, наверное, за многие постсоветские годы. И мы также приняли ряд решений, которые были направлены на поддержку непосредственно жителей Арктики. Мы освободили их от многих налогов, которые являются региональными и местными. Мы сейчас в рамках уже федеральной повестки активно открываем там новые предприятия, делаем беспрецедентные налоговые послабления. И, конечно же, я очень рад, что вот нам удалось сдвинуть с мертвой точки реализацию, например, крупнейшего проекта по освоению Кючуйского золоторудного месторождения. Причем там будет впервые строиться атомная станция малой мощности. Успех этого проекта, на мой взгляд, открывает вообще безграничные возможности для развития наших арктических удаленных поселков, использования дешевой, надежной атомной энергии. И, конечно же, в ближайшие годы мы будем также планомерно заниматься развитием Арктики. Некоторые мои коллеги вот сейчас предлагают там, вот, в рамках оптимизации, давайте вот ликвидируем, например, Министерство по развитию Арктики. Вот оно же типа ничем не занимается, да, особо. Но это же исходит из непонимания роли Арктики в развитии нашей республики и в целом нашей страны. Арктика — наш резерв, наше будущее как раз на 21 век. Вот. Без развития Арктики, без развития ее мощи экономической, говорить о полномасштабном развитии нашей республики не приходится. И сейчас, когда вот для нашей страны одним из главных транспортных коридоров как раз становится Северный морской путь, для нашей республики, которая имеет как раз вот береговую линию вдоль
Северного Ледовитого океана почти за 2000 километров, конечно же, сам Бог велел как раз серьезно заниматься этими вопросами. И обустройством портов, строительством новых портов, разведкой новых месторождений полезных ископаемых, активным промышленным освоением. Конечно же, при этом огромное внимание уделяя сохранению быта наших коренных народов Севера и их поддержке, и развитию социальной инфраструктуры. Уверен, вот это как раз очень такой серьезный вызов, которым мы обязательно будем заниматься. И здесь, я уверен, у нас впереди тоже хорошее будущее. Айсен Сергеевич, стало большим событием то, что поручение президента страны о строительстве кинопавильона, который мы видели в видеосюжете, и признание опыта республики в развитии креативных киноиндустрий. Что это дает Якутии? Когда 5 лет назад в своей инаугурационной речи, вступая в первый раз в должность главы республики, я говорил о развитии креативных отраслей, многие тогда не верили. Многие, как всегда, там пытались высмеять это, да где это креативная отрасль, да где Якутия, да. Вот прошло 5 лет, и президент нашей страны на крупнейшем экономическом форуме страны, на Восточном экономическом форуме, с самой высокой трибуны заявляет о том, что пример Якутии в развитии именно вот креативных творческих индустрий должен стать модельным для других регионов Российской Федерации. Высшая оценка той работы, которую наша команда здесь в Якутии провела, и высшая оценка развитию наших творческих индустрий. Конечно же, решение о строительстве кинопавильона полного цикла, многие этого еще не понимают, но оно реально выводит нашу республику уже в самый передний фронт развития киноиндустрии нашей страны. За Уралом нет кинопавильона полного цикла. И сейчас он будет строиться у нас в городе Якутске. Это не только увеличение в 2 раза количества фильмов, как вот сейчас сказали, да, это возможность нашему кинематографу, в первую очередь якутскому, вместе с другими дальневосточными кинокомпаниями, уже громко заявлять себя, в том числе и на Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это даст нам возможность уже выходить, как, знаете, авангард российской культуры туда, на Азиатско-Тихоокеанский регион, на восток, продвигать российский культурный код, наш якутский культурный код. И, конечно же, это, еще раз говорю, это создание новой киноиндустрии. Мы многие еще вот этого не понимаем. Так? Но вот я, как человек, которым этим очень плотно вот занимается, изнутри это все видит, я понимаю, что это реально новое дыхание для новой такой, знаете, высоты для нашего кино, для нашего искусства. Появляется рядом с этим огромное количество уже сопутствующих бизнесов, да, малых бизнесов. И то, что мы вот сейчас создали квартал труда, креативный кластер, я считаю, что это вот как раз одно из таких важнейших звеньев вот создания вот этого всего механизма развития творческих индустрий. В мире быстрее всего развивается именно творческие индустрии. И наша страна, конечно же, должна вот на этот вызов, который нам западные страны бросают, отвечать не только военной точки зрения, это абсолютно необходимо, экономической точки зрения, но и с точки зрения идеологической. А вот как раз наполнение идеологии контентом – это работа творческих индустрий. И уверен, что вот как раз здесь наши творческие индустрии в целом как раз очень большой вклад в усиление нашей страны тоже сделают. Айсен Сергеевич, раз уже заговорили о кино, не могу не спросить о вашем мнении про ситуацию вокруг наших фильмов «Айта» и «Кандидат». Какова ваша оценка ситуации? Я здесь, наверное, буду тоже, как любой якутян, немножко, так вы знаете, для многих предвзят, да? Но, во-первых, я эти фильмы оба посмотрел. Во-вторых, я прекрасно знаю и Дмитрия Шаина, и Степана Бурнашова. Знаю, что оба они патриоты. Вот. Никаких там каких-то фильмов про нетрадиционные ценности или там про национализм они снимать в принципе не способны. У них этого в голове вообще нет. Я, наверное, здесь вот выскажу точку зрения, она спорная. Я не говорю, что я здесь, вот еще раз говорю, я здесь как зритель и как человек, который вот понимает все эти процессы. Хочу что сказать. Вот как раз это продолжение вот ответа на предыдущий вопрос. Мы реально сегодня в Якутии создаем уже киноиндустрию. Раньше мы просто снимали кино. Хорошее кино. Во многом оно было фестивальное кино, такое, знаете, высокое искусство, да, артхаусные фильмы. Снимали фильмы для внутреннего потребления.
вот наши комедии, которые вот здесь мы все смотрели, хохотали, но они были чисто вот для нашей публики. Сейчас же мы сделали шаг уже на российский рынок. И мы вдруг сами для себя, наверное, неожиданно, да, многие кинематографисты наши, мы поняли, что мы на этом рынке можем быть востребованы. И успехи наших фильмов, они тоже очевидны. У них есть очень серьезный потенциал именно рыночный. И нас начали не только уважать, нас начали не только хвалить, нас некоторые начали бояться. Вот. И определенные вот такие шаги по ограничению, скажем так, поля нашей деятельности якутского кинематографа начали пытаться выстроить. Вот, в том числе через вот такие, скажем так, надзорные действия. Вот. Конечно же, понятно, что законы можно трактовать по-разному, подходы можно трактовать по-разному, да, но взять тот же фильм вот этого Шадрина Димы, да, вот этот кандидат. Слушайте, но если запрещать этот фильм, так, то надо завтра запрещать «Джентльмены удачи» и «Здравствуйте, я ваша тетя». Просто из-за того, что мужчина переоделся в женскую одежду. Так. Или вот этот «Мы из джаза». Так. Ну, помните же? Да. В джазе только девушки. Надо запрещать. Ну, было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Вот. Я вот и со Степаном разговаривал, и с Дмитрием разговаривал, по телефону пообщался. Я им сказал, чтобы они не переживали. Они и новые фильмы другие снимут, не менее хорошие, не менее интересные для зрителя. Так? Просто здесь надо быть более такими, знаете, ну, в некоторой степени более сосредоточенными, понимать, где могут подловить, на каких ошибках, и делать все, чтобы их не совершать, ну и идти вперед. А сказала, родная республика всегда с вами, мы вас своих не бросаем, будем вас поддерживать. Александр Сергеевич, мы работаем в студии уже 1,5 часа. Напомню, что сегодня с нами на онлайн-связи члены правительства, а также руководство города Якутска. Все вопросы, которые поступят на прямую линию, будут переданы им для отработки. Но сейчас я предлагаю предоставить слово колл-центру. Спасибо, коллеги. На данный момент в колл-центр поступило 176 вопросов. Большинство из них касаются дорог и транспорта, социальной поддержки, обеспечения жильем, ЖКХ. Напомню, все вопросы, которые не были озвучены в эфире, будут направлены в ключевые министерства и ведомства. Предлагаю принять следующий вопрос. Алло? Алло? Алло. Алло. Алло, мы вас слышим. Ütükenen, Adıktavullah Aysen Sergeyevich. Bu meni xanas maytattan Titsina Vasyanın kentinler yentiydim. Здорово, Men otuğunan ıytıqpın bağırabın. Bıldırın sayın bir yaka 3 günü buha otuq oğulur bukput. O sana bir yaka manna mayaga oput naha sutra barrar, araqsar. Onu mana qaydak gınan buha rıqqa tupsa rıqqa sabiş. Maqtav. Спасибо за вопрос. Вопрос, конечно, очень актуальный для жителей не только вот села Майя Мегино-Кангаласского улуса, откуда телезрители звонят. Он актуален для многих других районов. К сожалению, в последние годы мы видим, что количество таких отключений аварийных по линии Якутска-Энерго выросло. В прошлом году зимой у нас были очень серьезные отключения по линии высокого напряжения, 220 киловольт, так, это в федеральной сетевой компании. И у нас в целом все заречье свет уходило. Здесь в центральной зоне были очень такие серьезные проблемы. Конечно же, мы не могли эти вопросы оставить без внимания. Неоднократно у нас совещания были по повышению надежности энергоснабжения Якутии на уровне вот, Юрия Петровича Трутнева, Николая Григорьевича Шульгинова, это министр энергетики страны. Буквально совсем недавно в Владивостоке я сам лично тоже принимал участие в федеральном штабе. Вот здесь по порядку. По Якутск-Энерго принята сейчас программа до 2028 года по снижению аварийности.
которая предусматривает более ускоренный ремонт аварийных линий, ввод в строй новых линий, таких необходимых, как, например, Сунтар-Нюрба, Сульгачи-Амга. Но, конечно же, по ним, по всем требуются серьезные средства. Часть средств, она уже внутри Русгидро, материнская компания Якутскэнерго, изыскана, финансирование будет. По части других работа по изысканию источников идет. При этом наша позиция, что исключительно за счет тарифных решений там подходов быть не может. То есть просто увеличивать тарифы и за счет этого ремонта проводить мы не согласны. Эта работа у нас будет идти на контроле. Мы с Алексеем Гавриловым, генеральным директором Якутскэнерго, на постоянной связи. Еще раз говорю, это та программа, которая, конечно же, напрямую влияет на качество жизни наших жителей, от маленьких сел до крупных городов, поэтому здесь у нас очень серьезный контроль. Тем более, еще раз хочу подчеркнуть, количество таких мелких аварий, оно растет, а в наших условиях, в особенности экстремальных, зимой любая маленькая авария может привести к очень большим катастрофам. Серьезнейшая проблема у нас была по федеральной сетевой компании. У нас было несколько крупных аварий на подстанциях 220 киловольт, это и Майя, и в Томмоте. Анализ, который провели и надзорные органы, и непосредственно сами специалисты федеральной сетевой компании, они были, скажем так, идентичны и говорят о том, что были допущены проектные ошибки. Когда проектировали, был ряд неправильных проектных решений заложен, и вот как раз в условиях наших запредельных морозов, за минус 50 градусов, вот эти как раз просчеты и сказались. Я прошлой зимой встречался с руководителем ФСК, с Рюминым, также разговаривал и с руководством Министерства энергетики. Было принято решение о необходимости проведения скорейших ремонтных работ, изменения проекта. И здесь хочу вот как раз высказать слова благодарности федеральной сетевой компании, лично вот генеральному директору Рюмину. Была принята очень серьезная инвестиционная программа, порядка 3 миллиардов рублей. И за это лето проведены вот эти работы по перепроектированию и по реализации комплекса мер, которые исключают в дальнейшем вот такие аварии, которые были этой зимой. Комплекс работ практически завершен уже. Сейчас всех этих я сам вот на подстанции Майя смотрел. Сейчас окончательные работы идут. Ну, в ближайшие вот буквально недели уже все будет завершено. И больше вот таких аварий на наших сетях высокого напряжения, я уверен, мы не получим. Так? Поэтому вопросы надежности энергоснабжения, они на постоянном контроле моем, правительства республики, вот, и Дмитрия Ильича Садовникова, как куратора этой отрасли, они будут находиться, и уверен, что ситуация здесь будет только улучшаться. Спасибо. Александр Сергеевич, как сообщает СУР Якутии, до эфира больше всего вопросов поступало по газификации Якутии. Давайте посмотрим сюжет, как идет газификация у нас в республике. Вот теперь сюда чайник ставим, а какая сила и мощь, так быстро вода закипает, выручает, вот и все, голубое топливо начало свое дело. В 2022 году был зафиксирован абсолютный рекорд проведения и подключения газа за всю 55-летнюю историю газификации Якутии. Для граждан бесплатно построено 3178 газопроводов, для земельных участков газифицировано 2877 домов. Петр Жирков – потомственный охотник. Ранее отапливал свой дом печным отоплением, какое-то время центральным и, наконец, в этом году подключился к газу. Сын Петра – действующий участник специальной военной операции, поэтому отцу вне очереди провели газ, выделив на это 150 тысяч рублей. Вот, наконец-то у нас появился газ. За это мы благодарим главу Якутии и нашего улусной головы. Мы этот газ ждали очень долго. Вот появился наконец-то. В сентябре этого года был произведен запуск газа в селе Бердигистях Горного района, селе Үренкюэль и Хадарском наследии Чурапчинского улуса. Это позволило более чем 330 домам получить возможность подключиться к газу.
Так, в Бердигистяхе для газификации квартала многодетных семей было построено порядка 3 километров газопроводов. Будут газифицированы более 20 домов. В селе Юренкюэль и Хадарском наслеге построено более 20 километров газопроводов для газификации более 100 домов. В молодой семье Николаевых недавно случилось счастливое пополнение. Теперь они стали многодетными. Подключение к газу произошло очень своевременно. По региональной программе «Социальная газификация» семья получила на подключение газа 150 тысяч рублей. В прошлом году мы топили, печное отопление. Где-то 6-5 месяцев, да, расход где-то 18-17 бортовых машин. По сравнению с печным отоплением, мы думаем, что это очень хорошая сумма, так как в месяц мы отапливали по 3 машины, где-то получалось 15-17 тысяч, поэтому газовое отопление намного получается экономичнее. На приобретение газового оборудования внутри дома или же на услуги по подключению до 150 тысяч рублей могут получить многодетные, ветераны боевых действий и члены семей участников СВО. Отметим, что программа социальной газификации была инициирована партией «Единая Россия» в 2021 году и поддержана президентом России Владимиром Путиным. Партийцы помогают жителям получить льготу, а также помогают при оформлении заявок на подключение. Всего в рамках программы только в текущем году компания «Сахатранснефтегаз» осуществит пуск в более чем 2000 домовладений. Для этого будет построено более 100 километров газовых сетей, а до 2030 года планируется газифицировать более 15 тысяч домов якутян. Марферина Алексеева, Михаил Мордовской, Якутск, Бердигистях. Арсений Сергеевич, Якутия действительно является лидером социальной газификации на Дальнем Востоке, да и в целом по отрасли сейчас говорят о золотом веке газификации в республике. Темпы работы находятся под вашим личным контролем. Какие планы на ближайшие годы? Конечно, очень удачно все у нас складывается по социальной газификации. Благодаря решению президента она стала у нас бессрочной, эта социальная дегазификация. И вкупе с тем, что мы до этого тоже вкладывали достаточно серьезные средства, республика, в газификацию населенных пунктов, это все дало такой, знаете, синергический эффект. И реально по прошлому году у нас установлен рекорд по газификации за все 55 лет. Сейчас они были озвучены, свыше 3100 отводов сделано к домам и порядка 2800 с лишним домов реально уже газ получили. В этом году мы планировали где-то 1800, потом сейчас уже звучит цифра более 2000, а мне уже некоторые мои коллеги, в том числе руководитель Сахатранснефтегаза Алексей Зачимович Колодезников, докладывают, что может быть мы выйдем даже на 2500 домов. Это тоже абсолютно прекрасные цифры для нашей республики. Недавно приезжала сюда большая делегация «Газпрома» во главе с членом правления Марковым, с руководителем Межрегионгаза Густавом. Они тоже очень высоко оценили темпы газификации нашей республики. И наша республика здесь уникальна еще чем? Тем, что у нас всегда здесь была своя внутренняя региональная газовая система. «Газпрома» здесь у нас практически до недавнего времени не было. И в ходе моих переговоров с Алексеем Борисовичем Миллером, с руководством «Газпрома», мы договорились о том, что именно Сахатранснефтегаз, наш региональный оператор, будет исполнителем программы социальной дегазификации для «Газпрома». А по всей стране федеральный оператор – это «Газпром». Это для «Газпрома» такое, знаете, достаточно редкое явление, но удалось нам их убедить, они согласились, и сейчас все стороны довольны. У нас Сахатранснефтегаз, так как прекрасно знает местную специфику, он прекрасно справляется с задачами по газификации наших сел и городов. А «Газпрому» тоже очень удобно, потому что есть надежный партнер в виде государственного компании, которая реально обеспечивает не то, что даже выполнение планов, а перевыполнение планов по социальной газификации по Республике Саха-Якутия. Уверен, сотрудничество у нас будет продолжаться. У нас большие планы не только по социальной газификации, но и по газификации населенных пунктов, прилегающих к Силе Сибири. Это отдельное наше соглашение с «Газпромом», которое я с Миллером подписал. И благодаря нему населенные пункты сейчас Ленского района,
Алекминского, Алданского, Нерюнгринского тоже подключаются к газу. И, конечно же, подключение к газу таких крупных наших населенных пунктов, как тот же Алдан, например, да, оно, конечно же, меняет в целом экономику нашей республики, социальные сферы, жизни людей. Вот как раз в Западной и в Южной Якутии, где как раз у нас наиболее крупные промышленные предприятия все и сосредоточены. Сейчас и качество жизни людей будет улучшаться значительно. У нас есть планы там и по Нерюнгри очень серьезные, по Нерюнгринскому району, вплоть до газификации Нерюнгринской ГРЭС. Здесь, конечно, ситуация сложнее, но мы тоже ведем переговоры о том, чтобы газифицировать и Нерюнгринскую ГРЭС, построить отдельную газовую станцию в Чульмане с возможностью уже подачи тепла на Чульман. То есть здесь тоже у нас большой пласт работы ожидает. Ну и в целом, вот как сейчас было сказано, я подтверждаю, мы планируем к 30 году не менее чем 15,5 тысяч домов наших жителей республики привести газ. Это, конечно, серьезнейшее улучшение качества их жизни. Вот. Но при этом еще не надо забывать, что мы будем газифицировать десятки, сотни социальных объектов, десятки, сотни промышленных объектов. И, конечно, это вот очень серьезная помощь в развитии нашей экономики и социальной сферы. Спасибо, Александр Сергеевич. У нас есть прямое подключение. На связи Амгинский район. Семья Баишевых, новоиспеченные чемпионы мира по масс-рестлингу. Үтөкеһинен Айсен Сергеевич, оны телевизоры көрәтчеләр. Быга холбануга аммалуга. Бүгін бігеге улуспут кен туттар спортсмена, мастардыгытыгар андойду 2 төгүлләк чемпиона, Анатолий Баишев әлбәх спортсмены иетен кыйыга кынаттан тахарбыт спортивна салатыгар келен турабыт. Анатолий Анатольевичта кине оголоро, мастардыгытыгар әмие андойду чемпионнара Татьяна, Онна Игор Баишевтар. Кинилер бу бет сатурутагыта Узбекистанга ытыллыбыт, масс-рестлинг күрәгәгәр олы сетихиләхти кыттан кәлән андойду чемпионнара болдылар. Тылы Анатолий Анатольевичка берем. Вастолай Сен Сергеевич, амолуа Джон Хәргәтә депутатта себеттәре из даркан 200 бол якы Джон Тагали быкып историк битәнәгә дәлибин. Онтан амолуа 19 еллакы Сакайрын народтарын үдүк тамнакытан торар. Быйыл буланы жолур спартакиаданы ыппыта, буланы болары турар. Олонка хыгар, аны быйыл бихи аммалар самый тым вопрос путым буланы бу аян сола. Эти вопрос кайдак баарылыгай. Оны буланы бәм бу Сакайрын президент, мастадыды президент атыттан, колоры бихи бу мастады утер билин анды дуну Кубок мира Европа булатыр бу калятыр Олимпиада саллана жавыт. Оны олана бихи бу бихи федерация вот дорожная карта, оны какая вопроса дабы бланна дапыт. Оны олана бихи яха приемы кидек бутын багара вот. Мақтал болын, Анатолий Анатольевич, бастан туран әгәрдә яха огар кыскар кадекты бу история болбата түгән. Bir alttan üst anda çempiyona mastardığıtıgar bir çempionakı var bulbuttara. Kem tuttavut, onu toqpar üçüye bağarabut, dösül qasetihileri, ayyaqa, onu oğulurgor. Men bu amma holun попруғын бәкке білебет, etnen küske жарықтан ықпыт, оны төлемлені халгын учылы етемде. Вот по дороге Амга, тот вопрос, который сейчас Анатолий Анатольевич Баишев поднял, нами принимаются решения, которые позволят нам в ближайшие годы все-таки дорогу привести в нормальное состояние. Уже в этом году часть дороги сделана, и работа эта будет продолжаться, причем продолжаться более быстрыми темпами, нежели чем это шло раньше. Мы планируем где-то выходить на несколько десятков километров в год по плану. Вот. Причем работы будут вести и по самой дороге Амга, но и непосредственно уже по населенным пунктам, если смотреть, по Амгею тоже есть решение, по улично-дорожной сети села Амга тоже определенные работы проводить для улучшения качества жизни людей. Мы эти вопросы будем обязательно дальше смотреть и делать все, чтобы вот эта трасса, наша региональная дорога Амга, она становилась лучше.
мы сейчас видим, что благодаря вот этому проекту безопасных, качественных автомобильных дорог у нас дорога у нас стала гораздо лучше, дорога нам стала гораздо лучше. Ну и уверен, что и наши дорожники с дорогой Амга, несмотря на все сложности, которые там есть, смогут тоже достойно справиться, ее в нормальное, хорошее состояние, удобное для жизни привести. Ну и, конечно, Антон Анатольевич, я с удовольствием вас и в целом руководство Федерации масс-рестлинга приму. Буквально совсем недавно Александр Константинович Акимов ко мне заходил по этим вопросам. Он является президентом Международной Федерации масс-рестлинга. Уверен, мы все сделаем для дальнейшей популяризации нашего национального вида спорта. Ну и, конечно, задачу получения такой олимпийской прописки мы не снимаем, несмотря на то, что сейчас для российского спорта непростые времена, особенно вот из-за этих западных санкций МОКа. Уверен, что рано или поздно там на Западе одумаются, мы в олимпийское движение все равно будем возвращаться. И, конечно, тогда вот продвижение нашего вида, прекрасного вида спорта национального станет опять возможным. Спасибо вам еще раз, и еще раз поздравляю вас с замечательной победой всей вашей семьи на чемпионате мира, который прошел в Узбекистане. Арсений Сергеевич, вы много ездите по республике и видите, чем живет народ. На ваш взгляд, как обеспечены якутяне местной продукцией? Вы знаете, вот далеко не простой вопрос. Мы на самом деле своей продукцией обеспечены далеко не полным образом. Молока у нас чуть больше 50%, 54%, овощами 35%, картофелем порядка 60%. Вот. Мясом мы вообще на 20 с лишним процентов. Вот. Здесь за последние годы, конечно, есть некоторые улучшения, да, но говорить о том, что мы здесь сделали гигантский скачок, мы никак не можем. Поэтому я вот ставлю задачу перед сельским хозяйством на следующие годы, чтобы мы все-таки больше настраивались на решение главной задачи сельского хозяйства нашей республики. Главная ее задача – это максимально накормить наш народ. Чтобы на столах у якутян было как можно больше качественной местной продукции, но желательно по доступным ценам. Вот. Здесь надо целый комплекс мер реализовывать, начиная от создания крупных товарных производств, усиления сельхозкооперации, заканчивая уже вопросами расширения мелиорации, вовлечения в оборот неиспользуемых земель, новых каких-то площадей. Так. Целый, еще раз говорю, комплекс работ, которым должно Министерство сельского хозяйства заниматься. К сожалению, оно у нас, опять же, вот иногда бывает так, что вот увлекается излишне, вы знаете, какими-то цифрами, отчетностями, там, так далее, да, ну, вот по десяткам параметров отслеживают исполнение каких-то программ, да. На самом деле, это же все очень просто. Мы должны производить больше продукции. И этим мы должны оценивать свою эффективность. А у нас на каждой стадии, там, знаете, вот по 10 контролеров, так, один человек работает, 10 сидит и смотрит. Вот реально вот такая ситуация. Порой вот, у меня аналогия появляется. При этом еще же сейчас же идет ужесточение федеральных подходов. Именно вот с точки зрения ветеринарного надзора, вот, фитонадзора, с различных систем надзора за качеством продукции. И думать о том, что мы через личные подсобные хозяйства, маленькие хозяйства, сможем рынок насытить, это иллюзия. Сегодня требования такие, что маленьким хозяйствам уже это невозможно. Конечно, маленькие хозяйства будем поддерживать, хотя бы для того, чтобы люди сами себя могли покормить, там, ну и что-то, если есть излишки, на продажу поставлять. Но главное все-таки сейчас это усиление товарности нашего сельского хозяйства. Для этого, к счастью, у нас сегодня все есть. Самое главное, есть рынок, который практически всю нашу местную продукцию, да, вот один город Якутск может ее все съесть и не хватит. Вот. Большой спрос и в наших промышленных городах. Я вот в Нерюнгре бываю, в Мирном, в Алдане, везде просят нашу местную продукцию побольше поставлять. А задача вот именно состоит в том, чтобы максимально это ее увеличить.
Вот. И здесь, конечно, будем работать, и эти задачи перед новым руководством Министерства сельского хозяйства, оно точно будет новым, потому что Александр Павлович Атласов у нас сейчас стал депутатом, перешел на работу в Государственное собрание. Перед новым руководством Министерства сельского хозяйства, перед правительством в целом республики я поставлю обязательно. Александр Сергеевич, ни одна прямая линия у нас не обходится без вопроса о лесных пожарах. Как прошел нынешний пожароопасный сезон? Ваша оценка? Я считаю, что мы очень достойно справились с крайне непростым прошедшим пожароопасным сезоном. Ведь если посмотреть, то по своим характеристикам, с точки зрения дождей, с точки зрения температур, этот год не сильно отличался от 2021 года. Более того, июнь у нас был даже жарче. У нас в июне были установлены температурные максимумы по ряду районов. А с точки зрения минимальных осадков у нас как раз август практически дождей не было. Вот. При этом у нас пожаров больше, чем в прошлом году. Но прошлый год, вы все помните, у нас был крайне дождливый, так, один из самых дождливых за многие десятилетия. Вот. У нас где-то 1 400 000 гектар леса прошли лесные пожары. Окончательную цифру уже по итогам сезона Рослесхоз увидит. Но это никоим образом не может сравниться с почти 9 миллионами гектар, которые у нас в 2021 году сгорели. И, конечно же, отличительная черта этого года у нас пожары, основные большие, прошли в крайней удаленности от населенных пунктов. То есть даже не за десятки, а за сотни, порой километров от ближайшей деревни. Что касается и колымских пожаров, что касается пожаров, которые были в Усьмае, в Алданском районах. И поэтому многие эти пожары, решением нашего оперативного штаба, они вообще не тушились, потому что туда просто невозможно было долететь, а если долететь, то в горах тех же тушить пожары практически невозможно в условиях отсутствия любой воды, в условиях даже отсутствия возможности высадки людей для тушения этих пожаров. При этом у нас значительно выросла эффективность тушения. Мы в первые сутки тушили уже большую часть пожаров. И несмотря на то, что на 20 миллионов гектаров мы в этом году зону обслуживания увеличили, то есть ту зону, где пожары обязательно должны тушиться, как раз в зоне обслуживания у нас показатели очень хорошие. Мы тушили там, еще раз говорю, гораздо быстрее, чем раньше. И, в принципе, с поставленными задачами справлялись. Конечно, в августе было достаточно сложно, когда Алекма, Алекминский район начал говорить, Алданский, но, еще раз говорю, при поддержке, в том числе и коллег из других регионов, а у нас свыше 700 человек из других регионов было переброшено сил авиасохраны, мы ситуацию все-таки удержали. Ну и, конечно, не могу не отметить, я считаю, что июнь нам удалось хорошо пройти все-таки благодаря хорошей работе самолетов-зондировщиков. Это вызывание до пожаров еще осадков, на мой взгляд, оно заслуживает дальнейшего научного исследования. Но и я считаю, что, по крайней мере, на мой взгляд, оно себя очень хорошо зарекомендовало. Мы как раз класс пожарной опасности по ряду районов смогли сбить в июне месяце, не допустить больших пожаров, несмотря, еще раз говорю, на крайне жаркую погоду. И если сравнивать с 2021 годом, конечно, у нас июнь 2023 года прошел просто замечательно. Он у нас ничем не отличался, кроме одного. У нас были самолеты-зондировщики, которые с мая месяца уже начали свою работу. И, конечно, нам очень помогло то, что в этом году у нас наконец-то появился свой, в том числе, самолет-зондировщик у полярных авиалиний. На нем стоит единственная на сегодняшний день, к сожалению, единственная, в России система как раз вызывания искусственных, искусственная система вызывания дождей, которая полностью сделана в России. Все остальное, которое было до этого, оно все-таки имеет производство другой страны. Спасибо, Александр Сергеевич. Продолжаем принимать телефонные звонки. Слушаем следующий звонок. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Слышно, да? Слышно. Слышно. Алло. Да, слышно вас. Добрый день. Добрый день, Александр Сергеевич. Поздравляем вас с призванием на высокий пост главы Якутии. Спасибо. Звоню вам из Сунтарского улуса. У нас в селе Сунтар строится бассейн. И мы очень ждем окончания строительства.
но в настоящий момент мы видим, что он до следующего года не достроится. И, Айсен Сергеевич, очень просим вам нам помочь и решить этот вопрос. Спасибо. Да, я знаю эту проблему. К сожалению, по программе комплексного развития сельских территорий в селе Сунтар бассейн должен был быть построен и введен уже. Подрядчик был выбран крайне неудачно. Я с самого начала говорил о том, что несмотря на то, что вот вроде все сделано формально правильно по 44-му федеральному закону, но этот подрядчик зарекомендовал себя очень негативно на других объектах, которые он строил по республике. Ну, вот еще раз говорю, там и антимонопольная служба этого подрядчика поддержала так, не дала контракт тогда расторгнуть. Да и как-то так и Минстрой, и другие службы, в том числе руководство правительства, сказало, что вот, надеемся, что исправится, надеемся, что отработает. Но чудес не бывает. Так? Этот подрядчик с задачей не справился, провалил, если так простым языком говорить. Сейчас на него возбуждено уголовное дело. Так, контракт расторгнут, но при этом объект должен быть достроен. Я, когда был в Сунтарах, на эту тему с главой района поговорил. Уверен, что Анатолий Васильевич найдет у себя ресурсы, тем более в этом году дивиденды от акционерной компании «Алроса» в УЛУС поступают. И все-таки работа будет проведена, и объект этот в 2024 году все-таки будет достроен. Строительная готовность его достаточно серьезная, порядка 50%. Проектное решение есть, экспертиза есть, поэтому, в принципе, вот сейчас после расторжения окончательного этого контракта с недобросовестным застройщиком, очень надеюсь, что УЛУС этот объект нужный для людей, для жителей села Сунтар построит. Ну а мы на контроль, конечно, его возьмем и будем держать. И дальше все дело на контроле для того, чтобы в установленные сроки до конца 2024 года объект появился. Айсен Сергеевич, очень много вопросов по WhatsApp поступают на якутском языке. Быйыл оттоғынға мобильный бригадалар олус көмілестілер әгил маннык бар болу дойын. В этом году очень помогли с заготовкой сена мобильные бригады. Будет ли это в следующем году? Конечно, эта практика будет продолжена. Я специально в этом году, вот как раз в Амге мы совещание проводили, и я там принял решение, дал поручение правительству, чтобы мобильным бригадам, в том числе те, которые работают внутри района, помощь со стороны Министерства сельского хозяйства оказывалась, а не только тем, кто выезжает там далеко за пределы района. Я вообще сторонник того, чтобы мы все-таки в летний период сено максимально заготавливали у себя. Потому что та история вот 2021 года, когда в силу объективных причин, вот из-за больших пожаров, из-за засухи у нас реально сено не было заготовлено, и мы были вынуждены из Забайкалья, из Амурской области привозить его. Оно, конечно, потребовало отвлечения огромных средств из государственного бюджета. Порядка 2 миллиардов рублей в общей сложности нам это все обошлось, дополнительные расходы. Поэтому вот в этом году мы, кстати говоря, полностью план выполнили по заготовке сена. У нас лучшие результаты за последние годы. Давно план полностью не был исполнен и по заготовке сена, там 460 тысяч тонн, и сенаж за 24 тысячи тонн, и силос подготовлен тоже на 100 с лишним процентов. Это все нам дает возможность очень уверенно входить уже в зимовку. Ну и, конечно же, в следующем году помощь мобильным бригадам, она тоже по линии правительства будет оказываться, по линии муниципальных районов, для того, чтобы максимальное количество мы здесь сена у себя на территории заготовили. Спасибо, Айсен Сергеевич. Есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Здорово, Таула Айсен Сергеевич. Бу амалуһун бетиннехлегиттен Иванов Николайдан кидим. Бастатан туран эгитни бу сахатерин элдархана бол букутнай тикесинеге гаталиби. Манны гатилакпен. Бу канниге сылларга суги дизигер гостатла уда огун көмөнөн оран бу хылгы аксана лапал бада республика бутыга. Ол гынан барам билген манны проблема турда. Бу жон сылгыны итите же бу деревина тахыгар болан
сылгы сүйі мәтчеріңен бұлжата, чулохан проблема тағыстан, но бұхарарға меманлық көріләқтің. Бұл сылгы ететігер білім жоңғы бұл нехелектен рақ, өтір 5 километр, 6 километр хеттерге өтір сылгыны етер жоңғы анал программа оран бұл кенелерге көмін ордықына бұл проблема бұхарылы біттеріне бұл. Тоғыз жекер сылгы ететігіне бұл сүйі бүт мәтчеріңі ұлатан оран тағарады продукция бұл. Сылгы бұтта тұрға сүйі бүт тағыны тұрға тұқсы, оны әлбеті дегені бұл. Дықтаула Асен Сергеевич, мана хет оқчаны кітай, бары жөні кітары, мақталы кітары. Мақтал болуын, етестің арденге. Вопрос был по строительству Канибас. На самом деле проблема тоже очевидная. Сейчас из-за того, что больше и больше людей, лошадей разводят, но разводят их недалеко от населенных пунктов, много проблем. Так, вот начиная от города Якутска, так, заканчивая уже и нашими населенными пунктами, уже деревнями. Так. И вот как раз предложение у телезрителя все-таки помощь оказывать тем хозяйствам, которые на большом удалении, там несколько десятков километров от населенных пунктов лошадей содержат. На самом деле такая программа у нас есть по поддержке строительства Канибас. По 3 миллиона рублей мы как субсидию на возмещение расходов выделяем. Там главное требование, чтобы была проектно-сметная документация с экспертизой. Вот. И в этом году, если не ошибаюсь, 19 Канибас у нас по линии Минсельхоза такие средства получили. Здесь, конечно же, вот я поддерживаю телезрителя. Это та политика, которой мы должны дальше в дальнейшем придерживаться, все-таки максимально лошадей содержать вдалеке от населенных пунктов. При этом, конечно же, надо объем увеличивать, потому что я вот с многими коневодами встречаюсь, разговариваю, ну, и по старой памяти, как человек, который почти 20 лет возглавлял Федерацию конного спорта. Вот, и у всех, у них есть пожелания какие? Во-первых, чтобы субсидий было больше, так, не 19 хозяйств, например, там, а примерно хотя бы там по 50 хозяйств мы могли охватить, потому что, насколько я знаю, сейчас где-то порядка 400 хозяйств хотели бы такие канибазы построить. Вот. Но если будем по 20 строить год, то значит надо еще 20 лет, да, помочь. Это долго. Сразу скажу, да. Надо быстрее это все делать. Ну и во-вторых, конечно, есть вопросы по стоимости. Потому что 3 миллиона несколько лет назад это одни деньги, сейчас все-таки все растет. И здесь есть вопрос по увеличению стоимости материалов и, соответственно, чтобы субсидия была увеличена. И эти и другие вопросы надо рассматривать. Мы за последние годы, на самом деле, достаточно серьезно увеличили субсидии по маточному поголовью. Было совсем недавно 1500, сейчас стало уже 5000 рублей. Но вместе с тем, вот по канибазам, я думаю, тоже надо нам более такую принципиальную позицию занять и более активнее их строить. Ведь дело еще в том, что вот как раз с точки зрения экономики, как раз разведение лошадей, это наиболее на сегодняшний день такая прибыльная статья сельского хозяйства, в отличие от того же животноводства. Вот. И, конечно же, здесь, ну, если есть у людей желание этим, на самом деле, крайне непростым, тяжелым трудом заниматься, и люди готовы вот, строиться на большом удалении от населенных пунктов, содержать лошадей, так, развивать сельское хозяйство, то здесь, конечно, надо их поддерживать. Поэтому я это предложение вот нашего амгинского телезрителя поддерживаю и поручение соответствующее в адрес правительства. Василий Сергеевич, на Восточном экономическом форуме президент несколько раз приводил в пример Якутию, в частности, упомянул о туристическом потенциале Ленских столбов. Вот что необходимо сделать, чтобы это и другие достопримечательности привлекали все больше туристов? Вы знаете, мы сейчас отчетливо видим, что Якутия становится тем местом, которое интересно людям. Люди просто хотят приехать, посмотреть,
Ну, во многом, может быть, сыграло и роль вот и то, что сейчас достаточно серьезные ограничения у людей на выезд из нашей страны, да, и люди наконец-то начали ездить по стране активно, внутренний туризм очень быстро развивается. И Якутия, конечно, с ее огромными размерами, с ее природными богатствами, конечно же, служит таким местом притяжения людей. Но при этом надо, опять же, честно признаться, что в развитии туризма мы только-только на самом начале пути. У нас, как индустрия, она еще не сформировалась. Есть ряд хороших компаний, хороших предпринимателей, которые занимаются этим. Есть энтузиасты этого дела. Есть вот еще, как вы сказали правильно, замечательные природные места, те же Ленские столбы, там полюс холода, да. Вот. Но вот единой концепции развития туризма, единого подхода к развитию ее как индустрии мы пока еще не сформировали. За последнее время Министерство предпринимательства и туризма сделало здесь достаточно серьезные подвижки, определенные документы разработаны. Я вижу, как уже начинает получаться уже участие в конкурсах федеральных, и средства начали поступать по линии федерального бюджета на развитие туризма в Якутии, чего раньше не было. Но здесь я бы все-таки пока сильно не обольщался, нам надо очень много сделать, в том числе и с точки зрения создания вот так называемой культуры гостеприимства, чтобы мы этим туристам были здесь рады. Везде, так как начиная от малых деревень, заканчивая городом Якутском, чтобы им здесь было удобно. Начиная от навигации городской, заканчивая нашими транспортными средствами передвижения. Да? И вот здесь непочатый край работы. Вместе с тем, конечно же, туризм — это вот такая золотая жила, которая могла бы, в том числе вот жителям наших сельских территорий, иметь достаточно серьезные устойчивые доходы. А это очень важно, потому что мы должны вот максимально все-таки работать на то, чтобы у людей в республике увеличились доходы и любые возможности для этого использовать. А туризм во всем мире как раз он интересен не только с точки зрения налогов, которые к нему поступают, а именно с точки зрения доходов малого, в первую очередь, бизнеса, в том числе сельского бизнеса, при увеличении туристического потока. Поэтому вот здесь и правительству республики, и муниципалитетам, и бизнесу в первую очередь, конечно, здесь надо кооперироваться и, так скажем так, более такой единой, скоординированной командой идти вперед. Ну, как вы сказали, основной двигатель туризма — это действительно малый бизнес. Какими мерами поддержки могут воспользоваться предприниматели? Вы знаете, сейчас мер поддержки бизнеса очень много, самых разных, начиная вот от грантов, заканчивая возможностями регистрации своих предприятий в торах вот, и получения практически безналогового режима. Вот, заканчивая тем, что все-таки у нас в республике одни из самых низких ставок по налогам на малый бизнес. Это тоже факт. И вот у нас это постоянная война между муниципалитетами, которые желают по упрощенной системе налогообложения ставку поднять до максимального, и бизнесом, который хочет ее на самый минимум отпустить. Она вот такая вечная идет. Так? Вот. Ну, я как арбитр всегда выступаю. Я, конечно, за то, чтобы мы поддержали максимально малый бизнес. Ведь роль малого бизнеса сегодня не столько и не только в том, чтобы платить налоги, да, как многие думают. А сегодня вот в условиях реально непростых условиях, экономических условиях, когда против нашей страны объявлена экономическая, да и не только экономическая, натуральная война, так, в условиях, когда у нас западные санкции со всех сторон обкладывают наши крупнейшие компании, начиная там от Алроса, заканчивая уже компаниями того же нефтяного сектора, то есть наших крупнейших налогоплательщиков. Конечно, роль малого бизнеса заключается в том, что они обеспечивают людей работой. Это рабочие места, это стабильные доходы людей, это вот возможность развития различных сервисов, улучшения жизни в селах, в городах. И с этой точки зрения, конечно, малый бизнес надо поддерживать, насколько это можно. Вот. Конечно, с одной стороны, там тоже обнулять налоги тоже нельзя, потому что именно на налоги от малого бизнеса во многом существуют как раз местные бюджеты. Но с другой стороны, еще раз говорю, вот просто их сегодня поддержать, а через некоторое время мы увеличим и налоговые поступления от них. Это так бывает. Потому что, несмотря вот на все сложности, ведь в нашей республике за эти 5 лет количество людей, занятых в малом бизнесе, значительно выросло. Было порядка, если не ошибаюсь, 80 с лишним тысяч. Сейчас уже 120 тысяч человек, которые официально у нас зарегистрированы именно в малом бизнесе, или как самозанятые, или непосредственно уже как работающие в малом бизнесе.
Спасибо, Василий Сергеевич. Спасибо. Еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Алло, говорите. Алло. Да, мы вас слышим. Так. Иван Бакулев, Амаравин. Здраволорон. Истевит. Был, утыкалга, санатас был, Йоки Ятра. Онно, кардиолог врач, бар Володо. Спасибо за вопрос. У нас по республике за последние годы наконец-то мы начали очень активно строить, знаете, не одиночные, а вот именно массово уже большие больничные комплексы в районных центрах. И в том числе в этом году мы вводим вот сейчас в ближайшее время в Итыкёле уже поликлинику. Большую, современную, полностью оснащенную по всем требованиям, начиная от компьютерного томографа, заканчивая другим необходимым оборудованием. И, конечно же, там кардиолог будет. Вообще, с точки зрения, вот, скажем так, наличия медицинских кадров, по Татинской больнице, я вот там был, до выборов встречался, и как главный врач мне говорил, у них наполненность штатов порядка 80,5%. 8,5%. Так, это хорошие цифры в целом для нашей республики, в том числе и для сельских наших больниц. Поэтому, конечно же, кардиолог там будет. Ну и самое главное, что вот для работы на вот таких высокотехнологичном оборудовании, таком как компьютерный томограф, уже переобучены люди, как мне докладывали, именно те работники больницы, они уже здесь, в Якутске, переобучились, прошли подготовку специальную, уже могут начать работать на этом оборудовании. Ну и очень надеюсь, что больница в ближайшее время все-таки уже будет введена и в поликлиника, и люди уже смогут получать там соответствующее качественное медицинское обслуживание. Конечно же, это позволит улучшится качество жизни людей. У нас как раз-таки есть сюжет о работе здравоохранения. Давайте его посмотрим. Как себя чувствуете? Очень хорошо. Никаких жалоб. Чувствует. Мессидора Игнатьева из Алекминского Улуса уже не первый раз приезжает в кардиососудистый центр. В прошлом году 81-летней пациентке здесь поставили кардиостимулятор, а сейчас она снова приехала уже на плановое обследование. Женщина успела в полной мере оценить все возможности и условия нового кардиоцентра для качественной диагностики и восстановления здоровья. Очень огромное здание, очень хороший медперсонал. Я очень довольна, я уже второй год здесь, и себя я чувствую как дома. И оборудование вообще, я не знаю, это в кино да такое не увидишь. Открытие в апреле 2022 года кардиососудистого центра назвали новой вехой в истории здравоохранения республики. Это учреждение самое крупное и оснащенное на всем Дальнем Востоке. За 1,5 года врачи провели уже несколько тысяч операций на сердце и сосудах, в том числе и несколько сложнейших и уникальных операций. Воспользоваться услугами могут жители со всей республики. Это благодаря все нашему главе республики Айсену Сергеевичу Николаеву. За это мы от имени коллектива тоже выражаем огромную благодарность. Сейчас население получило прекрасную возможность без выезда в центральные медицинские организации получить качественную, специализированную, высокотехнологичную медицинскую помощь в стенах нашего центра. Доступность высокотехнологичной медпомощи для каждого якутянина – приоритет для властей республики. Акцент делается на развитии инфраструктуры. Серьезно обновляется и первичное звено здравоохранения. Так, в прошлом году был введен в эксплуатацию больничный комплекс в Вилюйске. В текущем году завершается прием сдачи центральных больниц в Татче, Чурапче и в Хону. Строится больничный комплекс в Усть-Мае, начнется строительство поликлиники в Амге, лечебных корпусов в Вилюйске, Намсах, Нюрбе и больничных комплексов в Мае и Сангаре. Особенный акцент делается на развитии медицины в удаленных районах, которые требуют нестандартного подхода к решению задачи. Так началась практическая реализация новой модели арктической медицины – мобильные доктора. Во всех 13 арктических районах республики уже 1000 человек взяты на диспансерный учет, многие направлены на углубленное обследование и лечение. Мы очень рады, что к нам приехали доктора из города. К нам обычно проблема попасть, даже вертолеты не летают, поэтому очень хорошо, что к нам приехали в такую даль и осматривают нас. Все жители с радостью пришли. Я вот только что вышла от хирурга.
Мы очень благодарны за то, что врачи преодолели такое большое расстояние на самолете, потом на машине, чтобы добраться до нас. Благодаря строительству новых объектов постепенно решается и кадровый вопрос. Открываются новые вакансии, привлекаются новые высококлассные специалисты. И как итог, средняя продолжительность жизни в Якутии повысилась почти до 72,5 лет, что выше, чем в среднем по Дальнему Востоку. На этом работа не прекращается. Для достижения совершенно нового качества здравоохранения у правительства Якутии есть четкая дорожная карта. Мария Кардашевская, Якутск. Арсений Сергеевич, построены современные медицинские центры, такие как кардиоцентр и перинатальный, они уже дают свои положительные результаты. Вот как вы оцените их работу и в целом доступность медицинских услуг? Конечно, появление таких крупных высокотехнологичных медицинских центров, оно сразу дает хороший эффект. Вот, появление в свое время перинатального центра, где у нас порядка 6 тысяч рождений в год детей, оно позволило нам централизовать и решать многие вопросы, которые ранее были такие достаточно серьезные, проблемные. Вот, мы видим, что качество помощи новорожденным тоже повысилось именно с появлением этого перинатального центра. Что касается кардиологического центра, то здесь, конечно, бы я хотел особо отметить роль Юрия Петровича Трутнева, который тогда согласился с моими доводами в 2018 году и согласился, чтобы этот объект финансировался по единой президентской субсидии дальневосточной. И вот объект был построен в кратчайшие сроки, абсолютно современный, оснащен лучшим оборудованием, которое есть не только в стране, но и в мире. И мы сейчас уже наблюдаем просто вот очень серьезное улучшение у нас статистики по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Вот по прошлому году на 10%, но это могли связывать, многие связывали с тем, что ковид закончился и так далее. Но и в этом году мы видим неуклонное снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, тоже примерно где-то вот оценивается на 10%. И как раз этот фактор, именно смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, же у нас самое первое место занимает и в стране, и в республике. И, конечно, его снижение вот на 10%, оно помогает нам как раз вот, выполнять задачи по повышению продолжительности жизни. Мы впервые сейчас вышли на среднероссийские показатели по продолжительности жизни, вообще впервые в истории. И мы очень надеемся, что реализация других наших планов, в том числе ввод в этом году до конца года онкологического диспансера, тоже одного из крупнейших здесь в Сибири и на Дальнем Востоке, дальнейшее развитие вот, первичной нашей медицины, строительство центральных районных больниц, строительство ФАПов, врачебных амбулаторий, оно в конечном итоге позволит нам вот, реализовать ту задачу, о которой я уже неоднократно говорил, достичь через 5 лет продолжительности жизни средней 78 лет, ну а потом к 30-му году выходить уже на продолжительность жизни 80 и больше. Это такая очень тоже амбициозная задача, в особенности вот в такой инертной системе, да, координат, как продолжительность жизни. Но считаю, что вот сегодня у нас есть все основания говорить о том, что мы можем этого добиться. Спасибо. Арсений Сергеевич нам сообщает, что на линии есть несколько телефонных звонков. Предлагаю их принять. Добрый вечер, вы на связи. Алло. Алло, мы вас слышим. Алло. Алло. Говорите, мы вас слышим. Алло. Да, мы вас меня? слышим. Да, всем добрый вечер. Добрый вечер, Арсений Сергеевич. Меня зовут Анастасия. Я из поселка Алло. Да, мы вас слышим очень хорошо. Да. Всем добрый вечер. Добрый вечер, Арсений Сергеевич. Меня зовут Анастасия, я из поселка Жатай и хочу вам задать такой вопрос. Алло. Алло. Анастасия, мы вас слышим. Задавайте свой вопрос, мы вас очень хорошо и внимательно слушаем. И у меня такой вопрос. У нас в Жатае строится точка будущего, и хотелось бы узнать, может ли мой ребенок обучаться в ней и как туда попасть. Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну,
Конечно же, вот тот проект, который сегодня реализуется на средства благотворительного фонда, учрежденного Альбертом Авдаляном и Александром Исаевым, он уникален. Будет построена не только школа, будет построен и детский сад, будут построены многоквартирные дома для преподавателей, для приемных семей, большой спортивный комплекс, многоуровневая парковка для преподавателей, для тех, кто будет приезжать так с детьми. Всего площадь помещений свыше 60 тысяч квадратных метров. Проект такой уже реализован был в Иркутске. Я там был, весь этот проект видел. Но у нас он будет реализован еще лучше, потому что вот те, скажем так, вопросы, которые возникли при эксплуатации объекта уже в Иркутске, они как раз сейчас решены уже в новом проекте. Он еще лучше. Его сейчас строит одна из крупнейших турецких компаний. Проект очень сложный и, конечно, дорогой. Так, и полностью он финансируется за счет средств благотворительного фонда. Уверен, что вот в установленные сроки он будет построен. Мы пока планируем, что 1 сентября 2026 года школа примет первых учеников. При этом принцип школы, что там никакой платности нет. Опять же, это будет полностью бесплатная школа. Конечно, будут туда набираться в том числе дети из Жатая, близлежащих микрорайонов города Якутска, в частности Сатала. Будут приниматься также определенная квота для приемных семей. Это вот требования непосредственно самих учредителей благотворительного фонда. Ну и, конечно, сама система образования там абсолютно уникальна. Я видел, как готовят и учителей, как готовят в целом весь состав, который работает в этом образовательном комплексе. Уверен, что вот когда он откроется, это будет одно из лучших образовательных учреждений нашей республики, которым мы все будем гордиться. И еще раз хочу подчеркнуть, что это проект абсолютно частный. Это вот как раз, на мой взгляд, лучший пример социальной ответственности крупного бизнеса. Спасибо. Еще один телефонный звонок. Алло. Алло, вы нас слышите? Да, ага. Задавайте вопрос. Сергеевич, Василий Александрович Мясников атынан Алхаястов Отын, Сахатылын Учутала, Марьяна Сергеевна Эриебин. Бастан туран студенттен туханан хегене булбар кереллах тики букытынан Алхай нехилиген олохтоохтырдаатыттан истиң агаттебитен кердебит. Михамасык ыйтылахпын. Каннык багарар народ төрөбүт тылатыннахын тухары народ бухытынан тыннах. Кырчык бейбит тыллах, суруктах, бычыктах боламмыт, улухана муктараксанырга кийсебит, ытыктанабыт. Келинги биремеге сахатлын карыстыр сайыннара сугар үгүс үлел семнахтык утуллара көстөрбүллер болла. Инникитин республикабит уяннарыгар, осколаларыгар, кенчары үтчакпытыгар, тылпыт сайдарын үйелах боларын тугар, өссө эби тук камнык үле барылдан утуллыктагын сырдаты кыттуа. Мактал. Мактал болун әрдә теген, оны үләгә теген, бу хакатылын Карыстан, Хайнара, Хыджергатыгар. Вопрос телезрительницы касается сохранения родных языков. Конечно же, для нашей большой республики, многонациональной республики, это очень важный вопрос. И хочу здесь сказать, что здесь наша позиция, она неизменна. Мы будем делать все, чтобы любой ребенок имел возможность получения образования на государственных языках республики или на одном из региональных наших языков. Для этого мы будем принимать меры, в том числе и по повышению количества классов именно здесь, вот в крупных городах, например, в частности в городе Якутске, где эта проблема наиболее остро стоит, в детских садов с обучением на якутском языке. Конечно же, мы вот сейчас видим, уже есть запрос на обучение, в том числе на языках коренных малочисленных народов. Здесь у нас хорошие примеры уже есть, но считаю, что здесь, опять же, при наличии пожеланий со стороны родителей и детей, мы должны все-таки эту работу тоже усиливать. При этом
особо отмечу, что при этом базово мы, конечно, по русскому языку, как основному языку межнационального общения, как государственному языку нашей страны, должны тоже уделять большое внимание. У нас здесь есть вопросы по качеству образования по ряду районов. Здесь я считаю, что ситуацию надо тоже исправлять. Вот. Ну и в целом я считаю, что мы, вот если говорим о сохранении родных языков, конечно же, мы никоим образом не должны ограждаться от цифрового мира. Вот. Я считаю, что будущее наших языков сегодня решается там. Если мы сможем создать максимально большое количество контента на родных языках, начиная от фильмов, заканчивая различными программами интересными для молодежи, для детей, те же мультфильмы, например, так, те же различные программы интересные, молодежные, то вот как раз продвигая их активно, в том числе через вот различные средства коммуникации, мы все-таки добьемся того, что язык будет жить. Язык будет популяризироваться, язык будет постоянно находиться в зоне такого, скажем так, употребления. И, безусловно, это будет помогать нашим языкам. Если же мы будем каким-то образом пытаться искусственно оградить, да, то ничего хорошего это не приведет. Это пример уже многих языков, многих историй уже показал. Да. Здесь ограждая, мы ничего не добьемся. Здесь мы, наоборот, должны вот как раз использовать самые современные подходы к обучению, к общению, в том числе, в первую очередь, цифровые. Мы должны максимально по языкам работать. И с этой точки зрения, кстати говоря, как раз вот задача нашей национальной вещательной компании САХА как раз в том числе и состоит. Популяризация родных языков в нашей республике. Да, чем мы и занимаемся. В этом году мы переведем еще 450 мультфильмов на якутский язык, поэтому я думаю, что очень надеюсь, что и наш якутский язык будет жить. Александр Сергеевич, Якутия на первом месте и по количеству построенных школ по Дальнему Востоку. За 5 лет введено 47 новых школ. Давайте посмотрим сюжет. Новый учебный год в новой школе. Эта практика уже стала для Якутии традицией. Ежегодно в республике открывается по несколько построенных или реконструированных школ. В этом году самыми большими стали школа номер 39 «Прометей» в Якутске и Бердигистяская школа с углубленным изучением отдельных предметов, начавшие свою историю 1 сентября в День знаний. Они высокотехнологичны, с обустроенными лабораториями и мастерскими, то есть совсем необходимым для разностороннего развития личности. У меня кабинет, который оснащен по самым современным требованиям, и у меня есть возможность формировать все умения и навыки для моих учеников. В кабинете биологии очень много макетов. Макет животных, макеты, допустим, этих органов человека, сердца, легких, почек. Мне очень нравится класс журналистики. Там очень много нового оборудования. Все очень новое, красивое. В будущем, я считаю, это мне поможет более углубленно познакомиться с профессией. За 5 лет в Якутии открылось почти 50 новых школ. В этом республика стала бесспорным лидером на Дальнем Востоке. Таково требование времени. Растет рождаемость, а вместе с ним число учеников за партами. Условия есть. Следующим шагом стала поддержка учителей, залога качественного образования. В год педагога и наставника по поручению главы Якутии молодым специалистам повысили надбавку к окладу до 75%. Также 36 лучших работников сферы ждет премия в 100 тысяч рублей. Меня очень радует то, что вот с первых год моей работы молодых педагогов поддерживают подъемными надбавками ежемесячной зарплате по 5%. И это нас очень мотивирует, стимулирует к работе. Показателем эффективности такой стратегии рост количества стабальников по республике с 22 до 30 за год. Чтобы еще больше замотивировать детей и педагогов на максимальный результат, с 2022 года за него предусмотрена выплата в 100 тысяч рублей. Подготовившие 100 бальников учителя получат вознаграждение в том же размере. Александр Сергеевич, какие задачи вы ставите по повышению качества образования? Я здесь хочу сказать следующее. Мы многие уже годы очень серьезно вкладываемся в материально-техническую базу нашей системы образования. И вот сейчас прозвучало, за 5 лет 47 школ построено. В этом году мы введем по разным оценкам 14-16 школ. Так, в течение 2023 года. То есть цифры беспрецедентные, они одни из самых высоких в целом по стране, ну и, конечно, самые высокие на Дальнем Востоке. Вместе с тем, к сожалению, да, не всегда
качество образования идет сразу вот за улучшением материально-технического состояния. К сожалению, вот мы видим обратные примеры, что мы школы обновляем, новые современные прекрасные школы строятся, а качество образования не улучшается, а порой даже ухудшается. И это меня очень тревожит, потому что мы должны четко понимать, что будущее развития нашей республики напрямую зависит от развития образования. Если мы будем систему образования, качество образования держать на самом высоком уровне, то у нас с развитием все получится. Как только у нас качество образования начнет падать, ухудшаться, мы никакого развития серьезного не сможем получить. И, конечно, здесь задачи перед Министерством образования стоят очень серьезно. Мы должны поменять подходы, в том числе и в целом вот этой всей системы, затачивать ее как раз на успех каждого ребенка. Не просто там оценки какие-то ставить, не просто уроки проводить, а все-таки смотреть за качеством. Даже вот элементарная оценка по ЕГЭ, хотя она ЕГЭ далеко не, знаете, панацея и говорит, что она вот только выразитель качества образования, и то нельзя, да? Но даже если по ЕГЭ посмотреть, то вот по городу Якутску я недавно на встрече с преподавателями, с руководителями системы образования города Якутска говорил, у нас ухудшается. За последние несколько лет качество системы образования по городу Якутску ухудшается. При том, что вот 16 школ построено. Причем современных, красивейших школ построено. Вот. И здесь говорить о том, что это только из-за того, что вот школы там перегружены и так далее, далеко не, так нельзя говорить. Мы здесь что-то теряем именно в самом подходе системы преподавания. Этим надо очень плотно заниматься. Над этим надо работать, надо смелее привлекать новые подходы, лучшие российские практики надо внедрять активнее, вот, не бояться экспериментов в этой части, именно в самом преподавании, для того, чтобы, главное, еще раз говорю, качество образования у нас стало лучше. У нас есть замечательные школы с замечательными показателями, так даже не дальневосточного, а общероссийского уровня. Вот. Почему мы с них пример не берем? Почему их шире не распространяем опыт этих преподавателей, этих учителей? Считаю, что здесь, конечно, всей системе образования, не только там Министерство образования или Улусное управление образования, но всей системе надо очень серьезно над этим думать, надо работать и надо находить новые пути, чтобы качество образования у нас реально выросло. И оно должно измеряться именно успехом выпускников. Вот. Кем стали выпускники той или иной школы, чего они добились, какие у них успехи, куда они поступили, что они закончили, где они сегодня работают. Вот. Мы, к сожалению, вот еще раз говорю, пока вот здесь серьезно отстаем. И надо нам здесь все-таки дополнительную скорость придать для того, чтобы реально вот задача о вхождении в лучшие регионы по качеству образования мы исполнили. Спасибо, Арсений Сергеевич. Предлагаю принять еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Да. Алло. Алло, здравствуйте, Арсений Сергеевич. Меня зовут Алексеева Татьяна Владимировна. Звоню вам с Ленского района. Сейчас для страны очень непростое время. Идет борьба за умы детей, за умы молодежи. Скажите, пожалуйста, как в это непростое время воспитать настоящих патриотов? Спасибо. Спасибо за вопрос, Татьяна Владимировна. Мы, к сожалению, за многие десятилетия, конечно, вот в вопросах патриотизма очень много потеряли. Вот, и об этом сейчас открыто говорят и на уровне руководства страны, и мы здесь в республике говорим. Ведь до недавнего времени уже любое упоминание даже о том, что вот мы патриоты, да, я патриот, оно всегда вызывало какое-то отторжение, критику. Да я вот все время про это вспоминаю. Мой указ 2019 года об исполнении гимна России и Республики в школах вызвал просто шквал различной критики оголтелой. Причем, как сейчас выясняется, в основном эта критика, она как раз была инспирирована с украинской территории. Вот. Но сейчас же это вот уже все, сейчас уже президент подтвердил, что мы были правы. Что и сейчас гимн исполняется вот во всех школах Российской Федерации. Мы здесь не должны бояться быть патриотами. Понимаете, время сейчас такое, что наша страна очень многим западным странам не нравится, потому что мы есть.
Не потому, что мы там какие-то другие, мы просто есть, вот для них это уже раздражитель. Вот нас не будет, они могут успокоиться, так? Но мы же себе плохого не должны желать. И именно только воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, приверженности вот традиционным нашим российским ценностям способно эту задачу решить. Потому что они нашу страну могут разрушить только изнутри. Извне опыт, история показали, что это ни у кого никогда не получилось. Вот. И вот сейчас идет на самом деле очень серьезная идеологическая борьба. Мы же это тоже наблюдаем и через интернет, через все эти мессенджеры и так далее. Вот. Какое давление идет, какие фейки вбрасываются, как пытаются расшатать там ситуацию, где-то по одному направлению, где-то по другому направлению. К сожалению, у нас у самих, знаете, так не очень умных людей хватает, да, которые поддаются на все эти уловки там, и начинается это дальнейшее раскачивание ситуации. Вот. И здесь вот еще раз я уверен в том, что мы должны очень четко патриотическое воспитание очень четко внедрять. Не надо этого бояться. Мы, наоборот, должны этим заниматься постоянно. От того, что мы в школах вот проходили там, знаете, вот ту же начальную военную подготовку проходили, так, ну, для нас ни для кого хуже не стало. Вот. От того, что у нас там вот уроки мужества были, тоже замечательная такая тема, так. И сейчас у нас есть уже примеры, когда мы можем с ветеранами встречаться. Только не с ветеранами Великой Отечественной, как наше поколение, например, а уже с ветеранами специальной военной операции. С теми нашими вот ребятами, которые реально вот на себе ощутили вот этот весь оскал западных, в кавычках, демократий. Вот. И, конечно же, здесь я считаю, что очень важно мнение не только местного самоуправления, не только там управления образованием, но и самого общества. И вот максимальное вовлечение общества в вопросы патриотизма, обсуждение этих вопросов, нахождение лучших примеров, лучших практик, да, оно способно вот как раз в этой части нас на другой уровень поднять. В республике Саха-Якутия мы вопросы патриотизма всегда на определенной высоте держали. Вот. Но сейчас пришло время их поднимать уже на другой уровень, совсем на другой уровень. И поэтому вот для меня, например, я об этом не стесняюсь говорить, те наши сограждане, которые прошли через специальную военную операцию, те, кто помогают нашим воинам, которые находятся там, те, кто едет туда волонтерами, помогают там врачи наши, например, да, или офтальмологи, или вот та большая медицинская бригада, которая во главе со Светланой Давыдовой несколько раз сюда выезжала. Вот это для меня пример настоящих граждан. И, конечно же, вот когда мы сейчас и в правительстве будем менять определенные кадры, я в том числе буду ставку делать на тех наших молодых ребят, которые за эти годы многие месяцы проработали там на новых территориях, восстанавливая тот же город Кировское. Это кажется, что это все просто, да, а когда ты сидишь, а над тобой там снаряды пролетают где-то высоко, так эти ракеты, так, или взрывы разносятся где-то вот достаточно близкой слышимости. Это такое испытание для психики-то серьезное, да. И вот то, что эти ребята за эти месяцы не просто там работали, но и реально сделали вот город Кировское сегодня визитной карточкой уже восстановления всех других городов, и туда привозят людей, просто показывать, вот что российские регионы сейчас делают у нас на территории Донецкой Народной Республики, это о многом говорит, в том числе о патриотизме нашего с вами молодого поколения. Александр Сергеевич, промышленность республики продолжает бить рекорды в добыче угля, золота и газа. У нас есть сюжет о развитии промышленности и энергетики. Давайте его посмотрим. Эту стройку сравнивают с БАМом не только по амбициозности, но и темпом. Финансируется проект полностью за счет частных средств. Тихоокеанская железная дорога за 2 года приросла уже на 200 километров и к 2026 году будет сдана в эксплуатацию. А это 531 километр. По инициативе частных инвесторов прокладывается Тихоокеанская железная дорога. Возводится новый порт на побережье Охотского моря. Это позволит задействовать ресурсы Якутии и Северо-Хабаровского края, обеспечить прямой выход на рынки АТР.
Попытки освоить крупнейшее месторождение каменного угля на Эльге не прекращаются второе десятилетие. Его главная проблема – труднодоступность. Нужны колоссальные инвестиции в развитие инфраструктуры. Помните, вот в 2019 году я просил вас поддержать нас по смене собственников. Вы нас тогда дали поручение, и правительство страны поддержало. Пришли новые собственники, компания «Апропети», Тавдалян. И реально сегодня, вот мы в 2017 году добывали 16 миллионов тонн угля. Сейчас, по прошлому году, мы добыли 39 миллионов тонн. В первую очередь Эльк-уголь. Эльгинское месторождение – один из масштабных инвестиционных проектов, которые получили жизнь в последние несколько лет. В 80-е годы арктический Устьянский район был известен на весь Советский Союз. Богатейшие залежи депутатского олова позволяли мечтать о светлом будущем. Вот темный это касситерит, светлые кристаллики кварца. Я думаю, что здесь по олову, по чистому где-то процентов 50-60 олова. Высокий процент содержания металла не смог перекрыть затраты на производство электроэнергии. По этой причине остался на бумаге проект разработки крупного месторождения золота Кючуз. Теперь у него появился новый шанс благодаря атомной энергии. В поселке Усть-Куйга приступили к возведению атомной электростанции малой мощности. Это история и это подвиг. А это уже запад Якутии. Здесь, в 15 километрах от города Ленска, крупный инвестор Интеррао приступил к возведению Новоленской ТЭС. Этому событию была посвящена торжественная церемония. Станция позволит начать разрабатывать в этом регионе новые месторождения. Кроме того, возьмет на себя нагрузку БАМа и Транссиба. Настоящий симбиоз энергетической и транспортной инфраструктур, которые в Якутии получают новую жизнь. Айсен Сергеевич, вы на 2023 год объявили годом труда. Его главная задача – это поднять престиж человека труда. Какие из запланированных мероприятий уже прошли и что планируется в дальнейшем? Ну, вы знаете, здесь нельзя просто говорить о каких-то мероприятиях. Год труда мною объявлен в Якутии для того, чтобы престиж людей труда мы подняли на новый уровень, чтобы мы задумались о смысле труда, чтобы труд как базовая такая функция человека, она все-таки у нас приобрела более уважительное отношение. И с этой точки зрения я считаю, что много сделано. Я встречаюсь вот во многих районах с людьми, и многие люди благодарят. Причем благодарят, в первую очередь, вот простые люди, что вот мы наконец-то почувствовали изменения к нашему труду. Мы сами себя начали тоже уважать, потому что вы как глава говорите о том, что труд – это самое главное, что есть у человека, независимо от того, каким трудом он занимается. 50 из лучших были выбраны, там свыше 300 человек было подано различными предприятиями, профсоюзами, районами на этот конкурс. И мы им как раз в канун 1 мая вручили эти награды, в том числе денежные гранты. Так, люди были очень счастливы. Ко мне многие подходили и говорили, что впервые в жизни вот такую сумму они получили. Там были на самом деле простые рабочие люди, технические работники, эскаваторщики, сельхозрабочие, лесники. И вот было очень приятно видеть, что вот в этих глазах этих людей гордость. Гордость за то, что их многолетний, там, многие десятилетия труд оценен на уровне государства. И сейчас у нас проведена также серьезная такая тоже акция по республике, по учествованию трудовых династий. Тоже мы этим должны гордиться. Да, я вот недавно тоже смотрел, у нас есть педагогические династии, у которых свыше 800 лет стажа, вот, членов этой династии. Да. Ну, это же на самом деле золотой фонд трудовой нашей республики. И вот я думаю, что если мы воспитаем и в нас самих, и в наших детях вот уважительное чувство к труду, именно к труду человеческому, то это, конечно, будет очень большим подспорьем для будущего и настоящего нашей республики. Поэтому год труда точно не зря мы объявили. Я вижу уже хорошие его такие достижения. И очень надеюсь, что мы вот то, что лучшее в этом году достигли, мы будем и дальше продолжать. Спасибо. Давайте возьмем еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер, Арсен Сергеевич. Нерюнгринский район, город Нерюнгри. Меня зовут Евгения. Я к вам с таким вопросом. В прошлом году строители ввели в строй взлетно-посадочную полосу в нашем аэропорту. Я знаю, что реконструкция вся полностью велась под вашим контролем. Сейчас на очереди здание аэровокзала, которого мы все ждем всем, наверное, районом.
но хочу заметить, что строительство затянулось. Скажите, пожалуйста, когда его введут? Спасибо. Спасибо. Очень надеюсь, что до конца этого года все работы будут завершены и аэровокзальный комплекс Нерюнгри заработает в полной мере. Я вот на День шахтера был, мы специально заезжали в аэропорт, смотрели. В принципе, большой объем работы уже сделан, высочайшая степень готовности. К сожалению, там были вопросы с финансированием из федерального бюджета. Ну, сейчас они в основном все уже решены. Вот, очень надеюсь, что, вот еще раз говорю, что мы уже до конца этого года полностью вновь построенный аэровокзальный комплекс введем, и он уже не просто введется в строй, а уже начнет полностью работать. И, конечно же, работа по аэровокзальным комплексам, по аэропортам, она у меня, правильно говорите, на постоянном контроле. У нас вот сейчас по Якутску тоже большой объем работ завершен, так, и сейчас как раз идет облет специальной техникой для того, чтобы проверить возможность уже запуска полосы в полную мощность. Тоже надеюсь, что в ближайшее время это все уже заработает. Ну и по другим аэропортам работы идут, где-то чуть лучше, где-то чуть хуже, но в целом хочу подчеркнуть, что за последние годы, конечно же, мы колоссальных достигли результатов. Никогда в республике одновременно столько аэропортов не реконструировалось и не строилось, как вот именно сейчас происходит в эти годы. И, конечно, это очень важно, в том числе вот для качества жизни людей, для того, чтобы было удобнее нам в республике нашей по авиационной технике перемещаться. Спасибо, Айсен Сергеевич. На WhatsApp у нас очень много сообщений, тут очень много восклицательных знаков, обязательно к прочтению. С удовольствием прочитаю, пишет Елизавета с Ленского района. Жена участника СВО. Вы были у нас в командировке, тогда мы попросили помощи, чтобы провести газ до кухни. Большое спасибо, все сделали. Спасибо, спасибо, очень хорошо. Я помню это поручение, рад, что его в срок исполнили. Александр Сергеевич, новость, которую с воодушевлением встретили представители культуры и все якутяне, это решение президента страны о строительстве здания для высшей школы музыки. Предлагаем выйти на прямую связь с коллективом школы. Говорят, что у них есть для нас сюрприз. Подводка идет всего пару секунд, и мы в кадре. Добрый вечер, Айсен Сергеевич, добрый вечер, дорогие телезрители, коллеги. Сейчас с нами здесь находятся преподаватели и учащиеся Высшей школы музыки. И сегодня они хотят поздравить всех якутян, также вас, Айсен Сергеевич, с Днем Государственности. И специально для этого повода они подготовили музыкальный номер. Ребята, ваш выход. Я благодарю вас за такой потрясающий номер. Думаю, все зрители и слушатели со мной согласятся. Но я хотела бы отметить, что буквально на таком же подобном выступлении более 20 лет назад присутствовал сам Владимир Владимирович Путин. Давайте я предлагаю вам послушать о том, как он об этом вспоминал. Да, действительно помню свое посещение этой высшей школы. Производит невероятное впечатление, когда смотришь, как это все происходит в тех сложных климатических условиях, в которых эта школа функционирует. Своим
своими воспоминаниями об этом дне также хочет поделиться участник, который присутствовал на том самом концерте, он сам участвовал на том самом концерте и сейчас хочет рассказать о своих воспоминаниях. Получается, ровно 24 года назад он был учеником Высшей школы музыки, а сейчас ныне уже председатель Союза композиторов и преподаватель Высшей школы музыки Николай Михеев. Здравствуйте, Николай Алексеевич. Поделитесь, пожалуйста, своими воспоминаниями. Уважаемый Айсен Сергеевич, поздравляю вас с назначением на пост главы Якутии. И хочу поделиться воспоминанием о том дне. Конечно, это очень знаковое явление. Мы очень, как сказать, являемся друзьями, наверное, Владимира Владимировича Путина, потому что получили поддержку и ждем строительства новой школы, которая будет уже в 2026 году. И хочу зачитать пожелание Владимира Владимировича Путина. Здесь написано: на добрую память и с благодарностью за наших детей. Удачи. Советник безопасности России Владимир Владимирович Путин. Спасибо вам большое. Ну что ж, я думаю, что сейчас настало время дать слово нашим учащимся. Они также хотят поделиться своими эмоциями и задать вопросы Айсену Сергеевичу. Ставься, пожалуйста. Добрый вечер, Добрый вечер, Айсен Сергеевич. Меня зовут Устинова Саяна. Я учусь в 9 классе, отделение фортепиано. Мы все очень благодарны вам за вашу поддержку, заботу и внимание. Мы все очень рады тому, что скоро мы будем учиться в новом современном здании школы. Уважаемый Айсен Сергеевич, у меня вопрос. Будут ли рояли в новых учебных кабинетах? Спасибо. Я, конечно же, очень рад, что сейчас вот мы послушали наших музыкантов, наших замечательных дарования, молодые, юные. И хочу еще раз вот всем подтвердить, что президент очень высоко оценивает работу Высшей школы музыки нашей республики, очень тепло вспоминает. Вот при нашей крайней встрече с ним он очень долго, просто вот с теплотой в душе, практически каждый момент того дня мне рассказал. Искренне вот хочет помочь нам и дал очень серьезные поручения для того, чтобы в следующем году мы строительство нового комплекса Высшей школы музыки начали. И уверен, что мы его построим в установленные сроки, в 2026 году его введем. Конечно же, это будет замечательное такое здание, которое включает в себя и место, где дети будут жить, и обучение. Все будет сделано по самым современным таким технологиям, подходам. Проектно-сметная документация уже у нас разработана, все экспертизы пройдены. Вот. Ну и, конечно же, оборудование, оно тоже будет на самом хорошем уровне. Я вот когда к встрече с президентом готовился, все изучил. У нас одних роялей там будет 17 штук предусмотрено сегодня. Одних роялей. Пианино 22. Вот. Ну и других музыкальных инструментов тоже будет в достаточном количестве. Так что не беспокойтесь. Главная ваша задача — хорошо учиться, выучиться, стать замечательными музыкантами. Ну и, конечно, мы именно для вас, для наших выпускников Высшей школы музыки строим, вот, в том числе и вот артистский центр искусства и эпоса, в котором как раз будет один из самых лучших концертных залов всей Сибири и Дальнего Востока. Так что успехов вам и спасибо большое. 17 роялей, 22 пианино. Это действительно очень позитивная и хорошая новость. Спасибо большое. Такой радостный шумок пошел в рядах, волна радости. Ну что ж, спасибо вам большое за такой развернутый ответ. Но на этом я с вами прощаюсь. Но мы с педагогическим составом продолжим следить за трансляцией. Коллеги, вам слово. Спасибо, Марфелина. Спасибо коллективу Высшей школы музыки и учащимся. Айсен Сергеевич, впереди еще 5 лет непростой работы главой Республики Саха-Якутия. Мы знаем ваш график работы, колоссальный объем. Откуда черпаете силы? Вы знаете, такой философский вопрос. Конечно же, я черпаю свои силы в доверии народа.
Потому что когда тебе народ доверяет, и доверяет вот так, как это было сделано сейчас на этих выборах, то, вы знаете, тут никакого права работать плохо у меня нет. Вот я всегда привык свое дело делать ответственно. Ну а еще когда вот такое колоссальное доверие людей, причем настоящее, ненадуманное, вот искреннее доверие людей, то тут уж, как говорится, надо сделать все и даже еще больше, чтобы это доверие оправдать. Вот, поэтому я вот, в первую очередь черпаю силы оттуда. Конечно, мне придает силы и доверие нашего президента, помощь его стороны. Безусловно, без него вот те вопросы, которые мы решили уже и сейчас решаем, они были бы невозможны. Это тоже правда. Президент очень любит Якутию, очень поддерживает нас. И уверен, будет и дальше делать все, чтобы Якутия, как самый крупный субъект России, развивался еще более стремительнее, еще более динамичнее. Конечно же, я черпаю силы и в своей семье, которая, конечно же, наверное, страдает от того, что я не могу им уделить много времени, но любит меня, поддерживает меня. Это тоже придает, знаете, силы для того, чтобы даже когда трудно, вставать и идти дальше. Арсений Сергеевич, спасибо вам за ответы. Мы отработали в эфире 3 часа. Я предлагаю передать слово нашей коллеге в колл-центр и подвести итоги прямой линии. Да, вы правы, мы в прямом эфире почти 3 часа, и на данный момент поступило более 1250 вопросов через Telegram-бот, сайт «Столетие», колл-центр и наш студийный WhatsApp номер. Все вопросы будут переданы вам и ответственным министерствам. А телезрителям спасибо за активное участие. Ну и по традиции, Арсений Сергеевич, предлагаем в конце эфира ответить на блиц-вопрос. Арсений Сергеевич, у вас очень много работы, вы очень заметны в интернете. Стоит ли тратить на это время? Это очень важно, это требование времени. И я считаю, что всегда надо быть на связи с людьми, общаться, узнавать, давать им свою информацию, свой вид, свое видение тех или иных вопросов. Поэтому я считаю, что мы этим всегда занимались и будем заниматься. Интересно, сколько раз вы летаете в год? Слушай, я очень много летаю, честно, да, где-то вот досчитал один раз за год, потом бросил это занятие. Я летаю точно больше, чем летчики. Мне вот профессиональные летчики, а многие летчики со мной постоянно летают, они мне говорят: Арсений Сергеевич, ты летаешь больше, чем мы. Это точно. Это, конечно, это не очень хорошо для здоровья, но, как понимаем, у тебя работа такая. Арсений Сергеевич, вы недавно целый рабочий день провели с мальчиками из Чурапчи. Чувствуете разницу в возрасте? Вы знаете, я бы не сказал, что чувствую. Вот очень хорошо мы, кстати, день провели. Замечательный парень с Хадара. Вот, и даже не разница в возрасте, они другие. Они уже по-другому смотрят на мир, по-другому воспринимают некоторые вещи. Но самое главное, они любят свою родину, Якутию, так же, как и мы. И это вот самое главное, что нас объединяет. Ленский мост, наконец, становится реальностью. Вы говорили, что это ваша мечта. Вот построю мост, о чем будете мечтать? Когда построим Ленский мост, вы знаете, Якутия настолько большая, что вот здесь есть о чем мечтать. Поэтому, вот, поверьте мне, Ленский мост построим, найду о чем мечтать. Арсений Сергеевич, вы говорили, что после 2018 года у вас стало гораздо меньше личного времени. Сейчас, после этих выборов, больше его, конечно же, не станет. Как ваша семья отнеслась к вашей очередной победе? Ну вот я уже примерно сказал, да, там сильной такой радости, прыжков не было, так, от радости. Вместе с тем, вы знаете, вот у меня, я вырос в семье, вот, меня так учили, и жена у меня точно такая же, и детей мы так воспитываем. Вы знаете, мы не любим недоделанных дел. Если ты взялся за дело, надо его докончить. Поэтому вот именно так я отнесусь, что папа доканчивает те дела, которые начал, и начинает новые дела, которые нужны людям, нужны республике. Ну что ж, Арсений Сергеевич, мы благодарим вас и всех жителей республики за участие в программе, за открытый и очень интересный разговор. Спасибо. Спасибо вам большое за участие. До свидания. До встречи.
Здравствуйте, в эфире телеканала «Итоги дня».